связи с тем, получим отдел проведения регистра нормативных правовых актов. По представляемому Борзева Полтаву Николаевичу, заместитель председателя Государственного правового комитета администрации главы правительства, начальник отдела правовой экспертизы муниципальных актов на тему проблемы формирования стандартного регистра. Спасибо, Борис Петрович. Здесь много знакомых лиц. Рад видеть, уважаемые коллеги. Работа юриста в органах местного самоуправления, она достаточно многогранная. Это и судебные процессы, и работа с надзорными органами, и работа с обращениями граждан, рассматривать различные жалобы. Но я бы хотел коснуться в своем выступлении вопросов нормотворческой деятельности органов местного самоуправления. В общем-то, муниципальное нормотворчество без участия юристов, наверное, это невозможно представить. Немножко извините. Также, пользуясь случаем, я бы хотел осветить некоторые проблемы, которые у нас возникают с вами при формировании регистра муниципальных нормативно-правовых актов. В ходе практики мы выяснили, что муниципальное нормотворчество на современном этапе преследует две проблемы. Первое – это правовые пробелы. И второе – это, собственно говоря, низкое качество уже принятых нормативно-правовых актов. Что касается пробелов в правовом регулировании, как юристы мы с вами прекрасно понимаем, что если отсутствует правовое регулирование каких-либо вопросов, то эти пробелы заполняют другие регуляторы. Например, какие-то обычаи делового оборота, какие-то нормы морали, религиозные нормы. Но иногда мы видим, что приходят так называемые авторитетные предприниматели и начинают регулировать эти вопросы по понятиям, подменяя этим самым какие-то государственные структуры. Нам, как юристам, конечно же, нельзя допускать подобного. И заполняя пробелы, мы создаем условия для цивилизованного разрешения каких-то вопросов. Вспомните вот станицу Кущевскую в Краснодарском крае. Собственно говоря, это не единичные случаи, которые у нас возникают в России. И нам, конечно же, необходимо обращать внимание именно на заполнение правовых пробелов в первую очередь. Федеральные и республиканские органы периодически от вас требуют срочно отчитаться о выполнении тех или иных положений федеральных и республиканских законов. Особенно это, если касается выполнения каких-то индикаторов. Здесь сразу следует сказать, что если раньше требования ограничивались направлением писем от вас с указанием реквизитов каких-то принятых муниципально-нормативно-правовых актов, то сейчас требуется наличие самого муниципально-нормативно-правового акта. Уже складывается практика, когда мы оцениваем работу органов местного самоуправления по принятым муниципальным актам. В качестве примера можно привести работу межведомственной рабочей группы по комплексной оценке законности нормативно-правовых актов Республики Бурятия и муниципальных правовых актов, в состав которой вошли представители органов прокуратуры, юстиции, местного самоуправления, исполнительных органов. Актуальная информация из баз данных регистра позволила скоординировать методическую и консультативную деятельность этих ведомств по реализации постановления правительства Российской Федерации номер 403 об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства. За короткий период органами местного самоуправления было принято 192 административных регламента в сфере градостроительства, 1368 административных регламентов в сфере земельных отношений. Четкая работа членов этой межведомственной группы позволила устранить указанные правовые пробелы, но при этом мы не загружали лишними запросами наших коллег из муниципалитетов, пользовались базой данных регистра. В ходе нашего взаимодействия мы также выяснили, что для муниципальных служащих, особенно в сельских поселениях, исполнение поручений по разработке проектов муниципальных
муниципальных актов часто затрудняется отсутствием нормотворческого опыта, ну и юридического образования, особенно в поселениях. Идя навстречу пожеланиям наших коллег, распоряжением главы Республики Бурятия от 25 декабря 2013 года номер 68 был утвержден примерный перечень модельных правовых актов. Может быть, вы в курсе, заходили на сайт правительства. Вот на этом сайте размещены уже более 90 модельных актов. Каждый орган исполнительной власти, согласно этому распоряжению, разработал модельный акт по своему направлению и направил для размещения на официальном сайте правительства. Так что, если будут какие-то вопросы в части разработки, вы можете воспользоваться этим материалом. Также, пользуясь случаем, хотелось бы вас предупредить, что в соответствии с законом Республики Бурятия об оценке регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизе проектов нормативно-правовых актов Республики Бурятия, муниципальные районы обязаны принять муниципальные нормативно-правовые акты, определяющие порядок проведения оценки регулирующего воздействия. Данный вопрос сегодня стоит на контроле Министерства экономического развития и у нас в администрации. Поэтому напомню, недостаточно направить только реквизиты этих муниципальных актов, нужно нам направить сами нормативно-правовые акты, которые устанавливают порядок проведения этой оценки. На сегодняшний день мы в регистре видим только 9 муниципальных нормативно-правовых актов, которые регулируют эти вопросы. Остальные районы либо приняли, не направили, либо еще не приняли. Хотя сроки у нас стоят на первый квартал 2016 года, то есть все сроки уже ушли. Еще один вопрос, который также может стать предметом срочного рассмотрения, это приведение муниципальных актов в соответствии с федеральным законом о повышении пенсионного возраста. Вы знаете, да, в мае принят федеральный закон, где пенсионный возраст для служащих был повышен. На наш взгляд, необходимо будет внести изменения в муниципальные акты, которые устанавливают доплаты к пенсии в части увеличения пенсионного возраста. Я думаю, вы понимаете, что эти вопросы связаны с формированием местного бюджета, поэтому нужно внести, я думаю, до конца года эти вопросы. Так. Ну, это вот то, что мы работаем и как мы помогаем. А вот многое зависит в том числе и от внутренней организации администрации правовой работы. В качестве положительного примера хотелось бы привести опыт Селенгинского района. У нас нету, да, сейчас представителей? А ваши юристы где сейчас? Опаздывают? Ага. Ну вот, в Селенгинском районе разработано распоряжение, подписанное главой муниципального образования. Оно называется «О порядке работы структурных подразделений администрации муниципального образования Селенгинский район по приведению муниципальных правовых актов муниципального образования Селенгинский район в соответствии с федеральным законодательством и региональным законодательством». Этим распоряжением утвержден этот порядок. Здесь все четко прописано. Например, отдел правового обеспечения администрации готовит обобщенную информацию о всех изменениях федерального и регионального законодательства за прошедший период. Период — это неделя. Направляет эту справку по итогам обобщения в организационный отдел. Организационный отдел уже направляет по ответственным комитетам. Комитеты, в свою очередь, готовят проекты муниципальных нормативно-правовых актов. Направляют эти проекты уже на заключение в правовой отдел. То есть в этом случае не только юристы загружены разработкой каких-либо нормативно-правовых актов, вы же понимаете, что у нас каждый муниципальный служащий обладает полномочиями по разработке нормативно-правовых актов. У каждого это прописано в должностных регламентах. Поэтому в данном случае работа поставлена, и практически, вот я разговаривал, вы, может, подтвердите, исключили случаи длительного неприведения в соответствии с федеральным и республиканским законодательством в Селенгинском районе.
Так что вот если вас заинтересует, можете взять это распоряжение за основу и уже применительно к вашим администрациям разработать у себя. Теперь, что касается низкого качества муниципально-нормативно-правовых актов. Вы знаете, что Государственный правовой комитет проводит экспертизу муниципальных нормативно-правовых актов, которые поступают в администрацию и включены в регистр. Мы проводим экспертизу по 4 направлениям. Это муниципальная служба, это муниципальное имущество, это непосредственно осуществление органами местного самоуправления своих полномочий и налоги и сборы. Вот 4 направления. Большое внимание мы уделяем анализу актов, которые регламентируют оказание муниципальных услуг. Вот какие типичные проблемы мы встречаем при этом? Я бы хотел сейчас озвучить. Отсутствует в административных регламентах исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия. В некоторых случаях в актах имеется общее указание на то, что заявитель вправе представить документы, находящиеся в распоряжении других документов. Читая такой документ, заявителю будет трудно разграничить необходимые документы, которые заявитель он должен представить, и документы, которые он вправе представить по собственной инициативе. Извините, пожалуйста. Вот такое вот замечание. В некоторых регламентах установлен 30-дневный срок обжалования и возможность продления или сокращения срока рассмотрения жалобы главы администрации. Такие положения противоречат части 6 статьи 11.2 210 Федерального закона об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, согласно которой жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную или муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. Не 30 дней. Сроки изменились. В разделе 5 административного регламента, а это порядок досудебного обжалования, заявителю предоставляется право подать жалобу на решение главы администрации в администрацию главы республики и правительства республики, либо в администрацию района, это вот в административных регламентах поселений. Такие нормы не соответствуют положениям части 1 статьи 11.2 210 Федерального закона, согласно которой жалобы на решение, принятые руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган при его наличии, либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную или муниципальную услугу. Ни администрация главы республики и правительства республики, ни администрация района не являются вышестоящими по отношению к администрации поселений. В некоторых актах утверждаются одновременно по 5, по 6 административных регламентов. Из наименований таких актов невозможно определить предмет его регулирования, и правильно было бы утвердить каждый административный регламент отдельным актом. Принимаются у нас регламенты по предоставлению муниципальной услуги и совершению нотариальных действий. Не часто, но принимаются. Вот совершение нотариальных действий не относится к вопросам местного значения, предусмотрен статьей 14 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления. Согласно пункту 3 части 1 статьи 14.1 131 Федерального закона, органы местного самоуправления поселения имеют право на совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в поселении нотариуса. На основании части 3 статьи 39 основ законодательства Российской Федерации о нотариате
Порядок совершения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений, главами местных администраций муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления устанавливается инструкция о порядке совершения нотариальных действий, утверждаемой Министерством юстиции Российской Федерации. Эта инструкция утверждена приказом Минюста от 27 декабря 2007 года номер 256. То есть принятие административного регламента нет необходимости, это будет вторжением в компетенцию Министерства юстиции. В регламентах отсутствуют требования помещений, в которых представляются государственные и муниципальные услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов в указанных объектах в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. Самой распространенной ошибкой в актах, утверждающих административные регламенты по вопросам распоряжения земельными участками, является отсутствие в перечне нормативно-правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление муниципальной услуги, ссылки на муниципальный нормативно-правовой акт, которым утверждены правила землепользования и застройки на территории муниципального образования. В соответствии с частью 2 статьи 3.3 Федерального закона о введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется органом местного самоуправления поселения в отношении земельных участков, расположенных на территории поселения при наличии утвержденных правил землепользования и застройки поселения, за исключением случаев, предусмотренных этим пунктом. То есть принимать такие акты сельские поселения могут только при наличии полномочий по распоряжению земельными участками. К сожалению, такие ошибки встречаются очень часто. По сути дела, какие-то сделки по земле могут быть поставлены под сомнение, если нет вот этих вот муниципальных нормативно-правовых актов. Следующее направление – муниципальная служба. Многие муниципальные акты подробно регламентируют порядок прохождения муниципальной службы. На наш взгляд, это излишне, поскольку такой порядок уже установлен Федеральным законом о муниципальной службе в Российской Федерации и относится к федеральному ведению. При этом в актах, которые так и именуются, о принятии положения о муниципальной службе в муниципальном образовании, фрагментарно дублируются нормы Федерального закона номер 25 о правах и обязанностях, ограничениях и запретах, о порядке поступления на муниципальную службу, тогда как это уже отрегламентировано в федеральном законодательстве. Также муниципальными правовыми актами устанавливаются завышенные и несоответствующие типовым квалификационным требованиям для замещения должностей муниципальной службы, квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. При издании актов о предоставлении сведений о расходах лицами, замещающими муниципальные должности, надо учитывать, что с 1 января 2015 года вступил в силу указ президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года номер 460 об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации, которым утверждена новая форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Эта новая форма справки является единой для лиц, претендующих на замещение должностей и замещающих должности, осуществление полномочий, по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Принятые акты в виде постановлений главы муниципального образования, регулирующие вопросы установления и выплаты премии материальной помощи, тогда как вопросы по оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения, куда входят и эти
дополнительные выплаты установлены статьей 13 Закона Республики Бурятия о муниципальной службе в Республике Бурятия и должны регулироваться нормативными правовыми актами в виде решений представительных органов муниципальных образований. То есть не постановлениями администрации, а решениями представительных органов. Жилищные правоотношения. Распространенная ошибка является принятие муниципальных актов об утверждении правил пользования жилыми помещениями. В соответствии с частью 4 статьи 17 Жилищного кодекса Российской Федерации, пользование жилым помещением осуществляется с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении, граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства, а также в соответствии с правилами пользования жилыми помещениями, утвержденными уполномоченным правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Эти правила пользования жилыми помещениями уже утверждены постановлением правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года. Указанные правила определяют порядок использования жилыми помещениями государственного и в том числе муниципального жилищных фондов. Следовательно, у Совета депутатов полномочий по принятию таких актов отсутствует. Муниципальное имущество. Акты, утверждающие положение об организации учета и ведении реестра муниципального имущества, на наш взгляд, приняты с превышением компетенции органов местного самоуправления. Согласно части 5 статьи 51 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления, органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, установленном правительством Российской Федерации. Во исполнение данной нормы издан приказ Министерства экономического развития от 30 августа 2011 года номер 424 об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества. То есть принятие отдельного акта не требуется. Вы знаете, что закон о противодействии коррупции требует от каждого нормотворческого органа, прежде чем принять муниципальный нормативный акт, провести антикоррупционную экспертизу. И каждый орган, собственно говоря, мы уже отработали это с вами, принял порядок проведения такой вот антикоррупционной экспертизы. Вот в текстах решений об антикоррупционной экспертизе регламентируются полномочия прокуратуры по осуществлению антикоррупционной экспертизы. Вы знаете, что компетенцию прокуратуры, порядок деятельности органов прокуратуры определяется в федеральном законе о прокуратуре Российской Федерации. Поэтому регулировать в своих актах, муниципальных актах компетенцию прокуратуры также, на наш взгляд, является излишним. Вот такие вот типичные ошибки, которые мы встречаем в муниципальных нормативно-правовых актах, просят обращать ваше внимание при разработке и при проведении экспертизы. Ну а теперь я бы хотел вернуться к вопросам регистра муниципальных нормативно-правовых актов, довести до вас общую информацию и некоторые проблемы, которые возникают в нашей совместной работе. Всего по состоянию на 30 сентября 2016 года в регистр включено 53 163 муниципальных нормативно-правовых актов, в том числе за 9 месяцев 2016 года 6 908 муниципальных актов. Но если смотреть за третий квартал, включено в регистр 1875 муниципальных актов. Наибольшее количество актов поступило из Заиграевского района 174, Закаменского 141 и Кабанского 108 муниципальных актов. В июле-сентябре 2016 года наибольшее количество актов поступило из муниципальных образований на уровне городского округа. Это из города Улан-Удэ, сразу 63 акта они представили. На уровне муниципальных районов Иволгинский район 56, Заиграевский район 33, Мухошибирский район 32, Курмканский район 30,
Кабанский район 25. На уровне городских поселений Усть-Назерск 46, Таксимо 27, Кичера 13, Нижнеангарск 11, Закаменск 11 и Кяхта 10. На уровне сельских поселений Старобрянская 26, Заиграевского района, Новоселенгинская 24, Улюнская 23, Муйская сельская администрация 19, Сосновоозерская 19 и Хашимугурская 18 муниципальных актов. С нарушением срока представлено 806 актов, с соблюдением срока 1082. То есть с соблюдением срока представлено 57%, а с нарушением 42%. То есть почти половина актов представляется с нарушением срока. Вообще не представили свои муниципальные нормативные правовые акты для включения в регистр в течение третьего квартала. Яравнинский район. Здесь у нас есть представители Яравнинского района? Есть, да? В течение третьего квартала ни одного акта Яравнинского района не поступило для включения в регистр. Городское поселение Танхойское, сельское поселение Баингольское Баргузинского района, Луакитское, Ципиканское, Баунтовского, Эленкийского района, Верхняя Мангертуйская, Еланская, Потанинская, Топкинская, Шанагинская и Чурского района. Все муниципальные образования, входящие в состав Джидинского района, не представили в третьем квартале муниципального нормативного правового акта. У нас есть, да, из Джидинского района. Работа там в этом плане постоянно у нас вызывает вопросы почему-то. Одно время вроде исправились, регулярно поступали, но вот третий квартал текущего года почему-то мы провалили. Прошу вас обратить внимание. Кондинская, Толдунская, Целинная Яравнинского района, Добатуйская, Заиграевского района, Большереченская, Брянская, Сухинская, Кабанского района, Верхняя Кадунский, Самар-Кижингинского района, Малокударинская, Усть-Киранская, Чекойская, Шарогольская, Кяхтинского района, Бурунгольская, Союзская, Акинского района, Гремячинская, Ильинская, Нестеровская, Прибайкальского района, Геройская, Селенгинского района, Аршан, Галбай, Далахай и Талтой, Тумкинского района. Ну, знаете, что в соответствии с соглашением о взаимодействии с прокуратурой республики, уполномоченный орган, то есть администрация, регулярно направляет вот эти сведения в прокуратуру республики. Прокуратура по итогам рассмотрения этой информации проводит проверки и, конечно же, вносит представления и другие акты прокурорского реагирования на администрацию. Привлекает также к административной ответственности. В первом полугодии 2 глав сельских поселений были привлечены к административной ответственности по статье 19.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Несколько муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности. То есть у меня большая просьба, уважаемые коллеги, все-таки обращать внимание на своевременность представления муниципальных актов. Если они приняты, не надо их держать, надо своевременно направить. Сроки представления муниципальных актов вы знаете, их нужно представлять 2 раза в месяц. Собственно говоря, вот по моей работе, наверное, я уложился в полчаса. Ну а что касается, для справки, я бы хотел также дать информацию. К нам поступило письмо из Объединения муниципальных юристов России. Они пишут, что с 30 ноября по 1 декабря 2016 года в городе Перми пройдет 5-й общероссийский муниципальный правовой форум. Данный форум проводится совместно с Общероссийским конгрессом муниципальных образований при поддержке правительства Пермского края. Вот, у кого есть возможность и желание, Ну, об этом мы обсуждали. уже говорили, да? Да, кое-что мы планируем на понедельник точно.
Вот они просят дать информацию, что типа было у них это, видимо, там связано с размещением и так далее. Да, мы во все районы направим, вы посмотрите. Ну, один-два, хотелось бы, чтобы мы проехали. Вот мы вообще первый раз получили такое письмо, и вообще мы не знали, в общем-то, собственно говоря, что у нас в России есть объединение муниципальных юристов в России. И так получилось, что если вы не знали, то мы тем более. Мы получили. Оказывается, это уже 5-й форум, до этого они проводили. Ну, вот интересно, они проводят в таких местах, как город Заречный, Пензенской области, значит, город Ульяновск, город Бузулук, Оренбургской области, а сейчас в Перми. Вот, я не знаю, вот, как это проходит. Это примерно как в Ульяновске, Курганского района. Да, вот, что-то такое. Но в любом случае, мне кажется, будет интересно посетить такие форумы. У нас как-то, кстати, вот в качестве предложения, Борис Константинович, вы нас объединяете, Ассоциация Совета муниципальных образований, конечно же, хотелось выразить вам благодарность большую, что проводите такую большую работу на своих вебинарах, на сайтах. И вот сейчас организовали такой семинар, когда мы воочию можем встретиться и обсудить наши какие-то проблемы. Но, может быть, назрела все-таки вот такая вот проблема, и нужно ее решать, в общем-то, организовать взаимодействие не только вот так вот периодически, но и на постоянной основе где-то на вашем сайте. Может быть, какой-то форум. Такое же предложение уже было, да? Создали, да. Ну, прекрасно видите, я уже... Для управ делами отдельно горизонтальный. Вот, отдельно для юристов мы и для юристов, да, отдельно говорит, свое корпоративное. Конечно. Нужно нам такой будет форум, как вы считаете? С вашим участием мы это тоже будем активно проводить. Мы бы тоже принимали участие Да. вот, где-то в обсуждении, потому что бывает время, можно посмотреть, как живут наши коллеги в муниципалитетах, где-то, может быть, и у кого-то уже опыт какой-то есть решения этих проблем, которые возникают у других. И можно поделиться, порешать их совместно, усилиями. Быстрее будет. И будем облегчать, конечно же, друг другу жизнь в этом плане. Спасибо вам за разговор. Ну, вопросы, если есть. Предложения уже как бы прорабатываются. Хорошо, что у нас мысли в одном направлении. Ну, мы с вами единомышленники, я думаю, здесь собрались единомышленники. Вопросы есть? Небольшой вопрос можно? Вот вы сказали, что не нужно включать. Вот нас прокуратура заставила, чтобы мы включили как раз, да, что мы обязаны муниципальные нормативные акты согласовывать с прокуратурой. Потому что до этого у нас как такового согласования не было перед принятием. То есть получается, что это не нужно было делать? Или от вас у нас никаких замечаний не поступило? По антикоррупционной экспертизе вы Там, коснулись? знаете, у нас было положение о муниципальных правовых актах, и мы туда внесли по настоянию прокуратуры изменения, и там прописали, что мы обязаны прокуратуру для согласования отправлять. Но это ваше соглашение с прокуратурой, так ведь? Ну, это да. не обязанность. Нет, мы их не обязываем там чего-то. Нет, здесь касалось, когда я говорил, касалось порядка проведения антикоррупционной экспертизы Там нормативно-правовых было актов. написано, что они обязаны тоже А проводить. там, да, многие наши коллеги в муниципалитетах написали, что прокуратура обязана проводить антикоррупционную экспертизу муниципальных актов. Конечно, они проводят ее, когда вы направляете, но в своих актах вы не можете это прописать. Это будет, возможно, они тоже пропустили, хотя они должны были указать, конечно, когда проводили проверку до принятия. Вы же направляете до принятия, да? Да. Все это по умолчанию, как говорится. Они сами настояли, чтобы именно так было написано. Ну, вообще, нам прокуроры тоже иногда обращаются по некоторым вопросам. Все равно нужно, конечно, согласовывать с ними какие-то действия. Бывает так, что мы, может быть, бывают ли такие случаи, я бы хотел задать вопрос, мы вам пишем одно, а прокуратура требует другое. Встречались ли вы с Конечно, такими бывает. случаями? По каким вопросам? Тогда они нас заставляли принимать порядок наложения взысканий на муниципальных служащих. Я категорически отказалась, наши сельские поселения некоторые приняли, и, соответственно, с комитета с вашего получили
отписку, что этот нормативный акт не несет никакой смысловой нагрузки и нет необходимости в его принятии. Вот один из примеров, который Ну вот мы рассматривали. в таких случаях просим всегда наших коллег направлять какие-то акты прокурорского реагирования, где они официально просят принять тот или иной муниципальный акт. В этом случае мы можем здесь на уровне республики отработать эти проблемы уже с аппаратом прокуратуры и прийти к какому-то одному мнению, чтобы районные прокуроры с вас не требовали принятия каких-то, и мы не писали каких-то, допустим, правовую позицию, такую, которая вас бы ставила в двоякое положение. А вот, знаете, вот такая вот ситуация, когда они нам просто берут по электронке, отправляют, и потом начинают названивать. Ну вот у нас помощник, она сейчас, правда, в декретном отпуске, но я думаю, там может повториться другой кто, да, и говорит, когда вы этот нормативный акт примете. А официально документа с подписью не поступает. Вот как в этом случае? Или тоже мы также можем? Ну, мне кажется, это должен быть. Да. Это все-таки официальный орган прокуратуры, и вы, администрация, это орган официальный. И правоотношения здесь должны быть, я думаю, какие-то у вас все-таки официальные, если вы принимаете акт. Ну, то есть мы можем наставить, чтобы этот документ пришел за подписью Да, прокурора вот, живой. вот это мы и просим, да, в общем-то, всегда. А нам коллеги отвечают, да, нам позвонили из прокуратуры, сказали принять это. Все. Как позвонили? Ну, мне кажется, здесь тоже это нужно как бы выстраивать отношения на цивилизованных началах все-таки. Согласитесь? Даже с прокуратурой. Да, конечно. Еще вопросы, если есть еще вопросы? Ну так, для информации, можно спросить, Вы Кабанский представляете, район, да? Кабанский район, вопрос такой, для чего вообще необходимость была вносить закон изменения о построении регистра нормативных актов важно. То есть 5-15 числа, просто для сельских поселений, для городских это крайне неудобно. Я отвечу. Прокуратура та же, постоянно 15 число наступает, не привезли, готовьтесь к штрафу. Ну, я понимаю, может быть, это какое-то неудобство для наших коллег, действительно, особенно из сельских поселений сегодня представляется. Но это не наша инициатива, это было принято по инициативе правительства Российской Федерации. Были внесены изменения в постановление правительства Российской Федерации о порядке ведения федерального регистра муниципального нормативного правовых актов. Там указано, что с момента принятия документа до включения в регистр должно пройти не более 60 дней. То есть какое-то поселение приняло нормативный акт, и уже любой гражданин должен ознакомиться с этим актом в течение 2 месяцев. Вот. Это оперативность представления в регистр информации именно связана с тем, чтобы обеспечить конституционное право наших граждан на актуальную информацию, на актуальную правовую информацию. Если мы будем представлять там через полгода, через год, в регистре актуальность этих, конечно, сведений будет теряться. Чем быстрее это попадает в регистр, тем лучше. Вот этим вызвано. Раз в месяц тоже вариант может быть. Раз в месяц тоже оперативно. Раз в месяц, но это вызвано еще раз вот именно этим федеральным, в Минюсте, видимо, решили, что раз в месяц это вот недостаточно. Давайте представлять, установим четкий срок, 60 дней. Раньше этого срока не было. Мы здесь посчитали, посмотрели, чтобы уложиться в эти сроки, надо будет представлять именно 2 раза. В противном случае мы бы выходили за сроки, которые установлены в постановлении правительства. Кстати, вот на 5-м форуме это можно проблему озвучить, поселение, посмотреть, так сказать, сроки. Я думаю, что заиграем, мы попытаемся отправить. 3 часа поставить. Значит, да. Хорошо. Ну, нам надо кого-то действительно делегировать, наверное, собрать все проблемы наши и направить на этот форум. Я думаю, они все равно по итогам этого совещания какие-то рекомендации будут давать. Кстати, если у вас это тоже уже как бы аналитика собрана, мы могли бы, Конечно. мы могли бы вот вооружить. Если кто поедет, мы со своей стороны, конечно, можем дать какую-то информацию, чтобы это было Вот у озвучено. нас Гузеева, Играева, мы пытаемся ее Ага. направить. Ну, глава, как Ну пока вот Гузеева уже не знаю. понедельник добьем, наверное. глава пока не знает, да? Хорошо. Но если 2 комитета мы и ассоциация подключится к этому вопросу, убедим, наверное. Хорошо.
Ну, мы переговорим, если надо. Да, я просил бы. Хорошо. Еще есть вопросы? Время у нас Если нет, регламент. Вышло? Галина Федоровна у Да, нас... Галина Федоровна А, у нас подошла. вот она подошла. Ага. Хорошо. Все, спасибо. Продолжим. Так, Галина Федоровна, мы вас ждем. Не вовремя. Вы что, видите, у нас плотно что-то играть. Я сразу слово предоставляю Абидуевой Галине Федоровне, начальник отдела проведения регистра правового комитета администрации главы, по теме об организации представления муниципальных нормативных правовых актов для включения в регистр. У нас идет видеозапись. Вас не учат. Добрый день, уважаемые коллеги. У меня просто супер интересная лекция. Я думаю, что вам она очень понравится. Вы будете живо ее слушать. Вместе будем обсуждать все, что наболело, там интересно и так далее. Поэтому я жду от вас живого диалога. Я не буду просто читать лекцию. Я желаю с вами взаимодействовать, чтобы мы вместе общались и каким-то образом решили наши вопросы сегодняшнего дня. Ну и, соответственно, как лектор, мне очень нравится, когда мне задают вопросы. Ну, как в старом студенческом анекдоте, да, что как приятно видеть, что предмет лекции непонятен не только лектору, но и еще кому-то в этой жизни. Да? Поэтому жду от вас вопросов. Ну, по заявленной моей теме начну, наверное, с небольшого предисловия о том, вообще, как и почему был создан регистр нормативных актов. Все это началось в далеком-далеком 1985 году в городе Рио-де-Жанейро, в Бразилии. Состоялся 27-й съезд Международного союза местных властей и была принята Всемирная декларация местного самоуправления. В этом же году, в 1985, в Европе также была принята Европейская хартия о местном самоуправлении. В этих актах было заявлено то, что самая непосредственная власть, она должна находиться на низах, в органах местного самоуправления, да, потому что органы местного самоуправления они близки к населению, и к ним проще подойти и решить какие-то вопросы. И поэтому я вам из Европейской хартии такие наиболее такие мне нравящиеся места сейчас буквально две маленькие цитаты приведу. Первая цитата говорит о том, что органы местного самоуправления составляют одну из основ любого демократического строя. Ну, понятно, да, что если существуют органы местного самоуправления, они обладают реальной властью, они реально что-то делают, то, соответственно, разумеется, это демократическое общество, да, при том, что органы местного самоуправления являются выборными органами, да, то есть в выборах участвует непосредственно население. А вторая цитата звучит так. Право граждан участвовать в управлении государственными делами относится к общим для всех государств, членов Совета Европы, демократическим принципам. В хартии подчеркивается, что право участвовать в управлении может быть осуществлено именно на местном уровне. И таким образом развивается правовое и гражданское общество. В нашей Конституции Российской Федерации, да, провозглашено, что Российская Федерация является правовым и гражданским обществом. Таким образом, можно сказать, были созданы предпосылки для создания местного самоуправления вот в каком-то определенном таком новом формате. В развитии этих деклараций уже в 2000 году была принята Окинавская хартия глобального информационного общества.
Почему появилась эта Окинавская хартия, и ее со своей стороны подписала Российская Федерация, в связи с тем, что на белом свете вдруг нежданно-негаданно появилось такое чудо-юдо, как интернет. И через интернет мы можем получать любую информацию, да? Любая информация для нас становится общедоступной. Соответственно, в 2002 году правительством Российской Федерации была утверждена программа «Электронная Россия». И в рамках этой программы «Электронная Россия» было предусмотрено развитие федерального регистра нормативных актов. И подытоживая кратко то, что я вам в предисловии сказала об истории, откуда, собственно говоря, начинает свою историю регистр, хочу сказать, что, во-первых, сказать о цели моей лекции. Да? Моя цель – это, знаете, я вот как бюрократ с многолетним стажем могу только бюрократическими штампами говорить. Соответственно, я так и скажу. Моя цель лекции – это оказание методической помощи юристам муниципальных образований. Коротко говоря, вообще, наверное, в обыденном языке, если это перевести, мне хочется вам помочь донести те положения, тот порядок, каким должен быть регистр, который мы ведем с вами, собственно говоря, во взаимодействии. Ну и в соответствии с этой заявленной целью у меня, значит, задачи рассказать вам, что такое федеральный регистр, какова его цель создания и как организовать работу в муниципальном образовании по наполнению муниципальными нормативными актами федерального регистра. Вообще, первое, что хочется сказать, это, наверное, ответить на такой вопрос, что такое федеральный регистр. Как вы думаете, что это такое? Вообще, можно сказать, что это распределенный, общедоступный, полнотекстовый банк данных о нормативных актах, принятых в Российской Федерации. И федеральный регистр, он состоит из нескольких элементов. В него входит федеральный элемент регистра, в него входит субъектовый уровень, региональный уровень и входит уровень местных актов. Да? Соответственно, у нас, поскольку я сказала, согласно программе «Электронная Россия», создан банк данных федерального регистра, и вы наверняка все знаете, по какому адресу он находится в интернете. Кто-нибудь знает, где существует банк данных нормативных? Да, забор.sky.ru. Вот. И он состоит там из нескольких элементов. Как я сказала, не только можно его подразделить на вот уровне, да, федеральный, субъектовый и местный. Благодарю, Владимир Андреевич. Но еще его можно распределить таким образом, да, там он в регистре сидит, вот как подсистемы там сидят, несколько подсистем. Подсистема нормативных актов органов исполнительной власти в Российской Федерации, нормативные акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных образований, регистр муниципальных нормативных правовых актов и, собственно говоря, вообще-то по принципам, наверное, нужно было начать с первого. Это регистр международных соглашений, международных договоров, которые заключила Российская Федерация с иностранными государствами. И вот на этом законе Sky.ru вы можете увидеть абсолютно, ну ладно, я не буду так говорить, что абсолютно все нормативные акты, а абсолютно все нормативные акты, которые были направлены для включения в регистр. И банк данных федерального регистра, он носит информационный характер в первую очередь. Вот скажите, пожалуйста, в чем отличие ведения регистра уставов муниципальных образований от регистра муниципальных нормативных правовых актов?
Кто может сказать? В чем их принципиальная разница? Разными органами. Что Устав, такое? А? Если устав внесен в регистр, соответственно, он вступает в законную силу. А если вносится в регистр ваш, соответственно, это связано с его вступлением в законную силу. Совершенно верно, какой вы умничка, совершенно верно. Для того, чтобы устав вступил в силу, он требует, чтобы он прошел государственную регистрацию в уполномоченном органе, а уполномоченный орган – это территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации. После его регистрации и экспертизы с оценкой, что этот акт соответствует действующему законодательству, он регистрируется, возвращается органам местного самоуправления. Органы местного самоуправления в определенный срок обязаны его опубликовать в средствах массовой информации. После этого устав вступает в силу. Что касается регистра муниципальных нормативных правовых актов, да, то его порядок вступления в силу он никак не связан с тем, направляете вы акты в регистр или не направляете. Одной из целей ведения федерального регистра еще является, собственно говоря, систематизация нормативных актов. Вот кто-нибудь пользуется этим банком данных? Хотя бы изредка пользуется, кто-то пользуется. А вообще, мне кажется, что это очень полезная вещь именно для органов местного самоуправления, и, может быть, даже на уровне поселения. Да? Почему? Потому что у меня субъективно складывается впечатление, что вот систематизация нормативных актов на уровне муниципальных образований дело обстоит не очень-то гладко. Почему я делаю такой вывод? Потому что у нас есть акты, которые к нам поступают, да, и, например, вдруг в него вносятся изменения в целях приведения в соответствии с федеральным законодательством. Особенно это касается местных налогов и сборов. У нас поселение это просто это что-то невероятное. Они принимают несколько актов, да? Когда у нас говорится, что в юридической теории, да, говорится о том, что не может на одной территории действовать более одного акта, регулирующих одни и те же общественные отношения, у нас муниципальное образование могут принять несколько актов, скажем, о земельном налоге там, в 2008 году, в 2009, 2010, 2011. При этом в каждом из этих актов не проговаривается срок действия акта. Все было бы в порядке, если бы в акте 2008 года было бы написано, что он действует на период вот этого текущего календарного года. Понятно, почему это возникает, потому что в налоговом кодексе, да, у нас сказано, что органы местного самоуправления вводят эти акты, да, вводят эти налоги на территорию. Получается по принципу, что они ежегодно должны их вводить, соответственно, акты о налогах должны приниматься ежегодно. Понятно. Но при этом, когда указан период действия, тогда все нормально, он у нас может стать недействующим. А когда принимается следующий акт, и при этом предыдущий не утрачивается, да, получается несколько актов присутствует. Но это мелочи по сравнению с тем, что делает муниципальное образование дальше. Они берут, вносят изменения. И тут начинаются вообще очень забавные вещи. Берут, значит, одно изменение они вносят в акт 2010 года о налогах, да? Видимо, что первое попалось в руку. Следующие изменения они начинают смотреть, да, у нас в 2012 году налоги были приняты, выносят в акт 2012 года. Соответственно, мы не можем понять, да, вот как это должно. Это мы не можем понять, юристы, а как это бедное население понимает, да? На самом деле, в этом плане очень такая большая свистопляска идет. И хотелось бы, чтобы вот этого не было, была систематизация нормативных актов на уровне муниципальных образований. Чтобы народ буквально знал, куда они должны вносить изменения. Я скажу, что этим у нас грешат в большинстве своем поселений. У нас находятся и районы, которые такие вещи допускают. А еще бывает такое, что вносят изменения в акт и пишут внести следующие изменения. И там пишут изложить в новой редакции. Что излагается в новой редакции, вообще непонятно. Да? И какой-то кусок текста воспроизводится. У нас специалисты, конечно, сидят, дотошно вычитывают текст,
и по смыслу, если где-то не подходит, да, вот здесь эти изменения, вот мы сюда должны внести изменения. Но бывает так, что по тексту вообще непонятно, что нужно заменить, и невозможно, получается, создать текст в актуальной редакции. Все бы это не происходило, если бы был порядок систематизации муниципальных нормативных актов на уровне муниципальных образований. Ну, дальше хочется сказать, из чего у нас состоит регистр муниципальных нормативных актов на региональном уровне, и на федеральном уровне тоже. Да? Мы вносим в него в первую очередь текст самого муниципального нормативного акта. А кто скажет, что кроме текста в регистре, какая информация еще? Да, есть информация об опубликовании или обнародовании этого акта. Что еще там может? Статус действует или нет? Наличие редакции? Ну да, да. Но существуют еще дополнительные сведения, да? То есть опять-таки эти дополнительные сведения могут появиться в регистре в тесном взаимодействии с вами. То есть к дополнительным сведениям относятся экспертные заключения полномоченного органа, да? Те экспертизы, которые мы проводим в Государственном правовом комитете. К дополнительным сведениям относятся акты прокурорского реагирования на этот акт. К дополнительным сведениям относятся судебные акты, если были приняты в отношении этого муниципального нормативного акта. Может там, кроме этого, быть дополнительная информация. Что касается, скажем, бюджетов муниципальных образований, то кроме нас экспертизу по закону проводит финансовый орган, да, Министерство финансов и Республики Бурятия. И, в принципе, их экспертизы при наличии, они тоже существуют в этом банке данных. Кроме того, если муниципально-нормативные акты касаются градостроительной деятельности, то контроль за соответствием вот этих муниципальных нормативных актов в области градостроительной деятельности относится к ведению Министерства строительства. Да? Соответственно, могут быть их экспертизы при наличии, если они их проводят и направляют в регистр. Кроме этого, в регистре может существовать переписка. То есть, например, какое-нибудь письмо налоговой службы там, или антимонопольная служба, или еще какие-то. Да? То есть любая дополнительная информация, касающаяся текста муниципального нормативного акта, может присутствовать в регистре. Ну, таким образом, подведем итог и скажем, для чего же все-таки создается регистр. Да? Регистр в первую очередь создан в целях обеспечения конституционного права граждан на получение достоверной информации, контроля за обеспечением соответствия муниципальных нормативных правовых актов Конституции Российской Федерации, действующему законодательству, нормативным правовым актам и Конституции субъектов Российской Федерации. Ну и в целях создания получения информации о муниципальном нормативном правовом акте для неопределенного круга лиц, да, для широкого круга. Ну и, соответственно, обеспечивается доступ к этой информации любым лицам. Кроме того, это в электронном виде. Да? Кроме того, информация может быть предоставлена в письменном виде при наличии письменного запроса. Но при этом уже, конечно, идет информация не о том, что предоставить полный текст муниципального нормативного правового акта, а скорее речь идет об истории, там, о наличии дополнительных сведений, о которых я вам сказала. Ну а теперь, вроде как вот эту прелюдию мы закончили, и, собственно говоря, приступим к теме, каким образом должна быть организована работа в органах местного самоуправления. Спасибо. Вот. У нас
в этом слайде у меня указаны правовые основания организации ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов. Это вы знаете, да, что по идее это федеральные полномочия, которые переданы на уровень субъекта Российской Федерации. Это 184 федеральный закон о организации ведения регистра муниципальных нормативных актов. Статья 26 прим. 3. 184 федерального закона. В 131 федеральном законе, статья 43 прим. 1, говорится о том, что органы местного самоуправления должны направлять в регистр муниципальные нормативные акты, и что вот этот порядок устанавливается законом субъекта. Кроме того, поскольку это федеральное полномочие, то постановление правительства Российской Федерации номер 657 предусмотрен порядок ведения федерального регистра нормативных актов. В нем основная мысль в том, что вот региональный элемент регистра направляется, вгружается в федеральный регистр. Кроме того, в этом 657 постановлении, что касается и органов местного самоуправления, да, указана норма о том, что в федеральный регистр включаются муниципальные нормативные правовые акты в течение 60 дней с момента принятия этого муниципального нормативного правового акта. И вот эта норма 657 постановления о сроках, да, у нас в республике очень-очень сильно хромает. Вот скажите, пожалуйста, кто-нибудь заходит на сайт органов государственной власти Республики Бурятия вот, в части ведения регистра муниципальных актов? Ну, я там дальше заходите, да? Это очень хорошо. Там в все статистики. Статистики, да, вот я и хочу сказать, что в статистических аналитических материалах вот с этого года мы включаем не только статистику предоставления муниципальных нормативных правовых актов от органов местного самоуправления, но еще делаем ежеквартальные обзоры. И по этим обзорам получается, что у нас более 40% актов идут с нарушением срока представления муниципальных актов в регистр. Ну и то, вы знаете, мы этот 60-дневный срок не совсем учитываем, когда пишем это в обзоре, да? Мы это пишем, сроки указываем в соответствии с 470 законом Республики Бурятия об организации ведения республиканского регистра МНПА, в котором сказано, что органы местного самоуправления 2 раза в месяц должны направлять свои муниципальные правовые акты в включение в регистр. И мы вот сроки оттуда берем. Вот в данный момент в нашем отделе идет прокурорская проверка ведения федерального регистра. И ну, они же берут выборочно любую информацию, да, какая им попадет. И вот в их руки попадает вот нашему прокурору градостроительный план органа местного самоуправления. И она говорит: как этот акт принят в 2010 году и поселением, когда они его прислали? Я смотрю в журнале администрации, говорю, этот акт поступил в июне 2016 года. Она говорит: хотите сказать, что они вам его 5 лет не отправляли? Тогда как у них 60-дневный срок с момента принятия этого акта, он должен быть не только направлен, а уже включен в регистр, выгружен должен быть в регистр. Я говорю, ну да, вот как-то вот только через 5 лет, благодаря вам. То есть вам как-то, вы же знаете, да, что мы взаимодействуем с прокуратурой, мы такие нехорошие, жалуемся на вас, да, пишем письма в прокуратуру. И, соответственно, у нас в администрации создана межведомственная комиссия по взаимодействию с органами государственной власти, прокуратуры, органами местного самоуправления в части приведения актов в соответствии с действующим законодательством. И одной из задач этой межведомственной комиссии это является, собственно говоря, вот это наполнение регистра градостроительными планами и правилами землепользования и застройки.
потому что эти акты должны быть в регистре. Почему о них вопрос вообще был поднят? Был поднят этот вопрос Министерством строительства в рамках исполнения 403-го постановления о как оно называется, о жилищном строительстве. Да? Вот. И, соответственно, выясняется, что у нас нет этих правил, нет этих генеральных планов, начинаем работать, возникает вопрос, потому что с 1 марта 2015 года полномочия по принятию градостроительных планов переданы, сами знаете кому. Кому они переданы? С уровня поселения кому переданы? На уровне района. На уровне района, да. И тут у нас вообще чудеса необыкновенные происходят с этими вашими градостроительными планами. У нас некоторые районы что делают? Да, я понимаю, что это дорогостоящее удовольствие привести этот градостроительный план, да, там в соответствии с законодательством, в соответствии с какими-то нормативами. И народ у нас идет по теме меньшего сопротивления. Что делают некоторые районы? Они берут градостроительный план поселения и вносят в него изменения решением Совета депутатов на уровне района. Вот как вы думаете, как вы весь, если к вам эта тема попадает, вы бы согласовали такой акт? Завизировали? А почему бы вы не завизировали этот акт? Или почему бы завизировали этот акт? Согласно соглашению, Определенную процедуру. соглашение написано. Они же перед тем, как передали полномочия на уровне района, они же включают соглашение о Понятно. передаче полномочий. Понятно, они передали полномочия. Но передали ли они вам полномочия по нормотворчеству? Не, да, в этом вопрос решение. А что бы было, если бы мы законом субъекта Российской Федерации, ну, вот, взяли бы и сказали, ну вот нам как-то вот не нравится градостроительный кодекс Российской Федерации, внесем-ка мы с нашим законом туда какие-то изменения. Или бы наоборот, Российская Федерация сказала, вот не нравится мне вот градостроительный кодекс Республики Бурятия, внесем-ка мы туда изменения федерального закона. Возможно это? Разные предметы видения. В случае проекта можем сделать район на утверждение Совета депутатов поселения. Да никак это невозможно. Это разный уровень муниципальных образований. Это, как вам сказать, так вот доступно представить себе, да? Ну, скажем, вот у меня есть квартира, и у меня есть правоустанавливающие документы. И я, допустим, беру и вот вам продаю свою квартиру. Мы с вами не идем в реестр. Говорим, ну зачем? Мы же и так между собой договорились, да? Возьмем-ка мое свидетельство правоустанавливающее, да? Свидетельство о праве собственности на квартиру мою, зачеркнем мою фамилию и впишем вашу. Будет ли такое свидетельство действительно? Да, потому что неуполномоченное лицо внесло изменения в этот акт, да? Поэтому нужно сказать о том, что органы местного самоуправления в области нормотворчества, каждый из уровней самостоятельный. Поэтому вы в акты органов местного самоуправления поселения никак не можете внести изменения. Мы даже актуальную редакцию создать не можем, если смотреть это с технической точки зрения. Потому что у каждого муниципального образования вы же все находитесь в составе реестра муниципальных образований, который опять-таки Минюст России ведет, да? И каждому муниципальному образованию присвоен определенный код. И когда вы посмотрите номер государственной регистрации муниципального акта, то там первые цифры, которые после РУ 04, да, то есть указывается вот регион наш, да, субъект Российской Федерации, следующие цифры идут, это код муниципального образования. И вот представляете, акт сельского поселения, у него один код, а у района другой. Вот как создать актуальную редакцию? Как в акт поселения внести изменения? Потому что мы код не можем никак присвоить ни районный, ни поселенческого уровня, да? Потому что возникают проблемы чисто на техническом уровне, не говоря уж о правовой стороне этого вопроса. Ну, тем не менее, у нас же в регистр включаются все действующие нормативные правовые акты, принятые на местном уровне, вне зависимости его от соответствия действующему законодательству. Ну что мы стали делать? Мы берем этот акт о внесении изменений района и присваиваем ему статус, что он основной акт. Не
изменяющий, по сути же он изменяющий, мы ставим основной. И как, ну, вот получается вот определенный такой бред для технического уровня. Поэтому у меня большущая просьба каким-то образом разрешить этот вопрос и не вносить в акты поселений изменения на районном уровне. Потому что они возникают как правовые последствия, так вот и технические последствия. Так, это я так увлеклась этими градостроительными планами, что, знаете, я слегка отвлеклась, по-моему, от темы, хотя все в рамках темы идет. Правовые основания вы прочитали, да? Кроме того, что... Так, ну что? Это долго загружается, да? Вперед. А? Вперед еще дальше. Ну, понятно. Хорошо. Вот. Как у нас с вами работа строится по наполнению федерального регистра муниципальных актов и регионального тоже? Самый первый шаг – это принятие муниципального нормативного правового акта. Вторым шагом является, что орган местного самоуправления направляет в уполномоченный орган муниципальные нормативные правовые акты. Если акт направлен, соответственно, у нас просьба, ну и не только просьба, это законом установлено 470-м, да, что вы составляете реестр, опись принятых за соответствующий период муниципальных нормативных правовых актов, информацию об опубликовании и обнародовании этого акта. Вот хотелось бы остановиться на опубликовании этих актов. В последнее время, в последние годы у нас пошла такая практика, что районы нам присылают справки об обнародовании. Пишут, что этот акт опубликован на сайте муниципального образования. Скажите, вот чисто теоретически будем в идеальных условиях состоять, будет ли являться опубликование на сайте акта отвечать понятию официальное опубликование муниципального нормативного правового акта? Если сайт СМИ, Да, а у кого он зарегистрирован как СМИ сайт? У кого из районов сайт зарегистрирован как средство массовой информации? Ну вот я звонила в управление Роскомсвязьнадзора, которое занимается регистрацией средств массовой информации. У них данных нет о том, что какой-либо сайт какого-либо района является средством массовой информации. Хорошо. А еще, для того, чтобы понятие было официального опубликования, каким требованиям должно это средство массовой информации отвечать? Общедоступность. Что? Общедоступность? Я подчеркиваю слово «официальный». У этого средства массовой информации должен быть такой статус официального источника опубликования либо там обнародования акта. Где эта норма должна быть указана? Где этот статус придается средствам массовой информации? Устав. Борис Константинович, а вас вот не спрашивают точно. Конечно, вы ставите. Вот эти нормы о понятии официального источника опубликования должны быть указаны в уставе муниципального образования. Кстати говоря, когда я смотрю устав муниципальных образований ваш, я хочу сказать, что грешите отсылочными нормами в этой части. А на самом деле, по закону, эта норма должна быть про понятие официального источника опубликования именно быть в уставе. Ни в каком другом муниципальном нормативном правовом акте. Хорошо, а тогда каким нормативным правовым актом федеральным это требования, почему до сих пор не приведены в соответствие с устава? Борис Константинович, существует
предметы ведения на федеральном уровне. У нас есть федеральный закон о порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, указов президента Российской Федерации, постановлений распоряжений правительства Российской Федерации. Да? На уровне республики есть точно такой же закон о порядке опубликования и вступления в силу нормативных актов, там, законов, указов, постановлений республики. У нас в Конституции только общие нормы. Но что касается органов местного самоуправления, в 131 федеральном законе норма закреплена, что об официальном опубликовании и обнародовании информация должна содержаться именно в уставе муниципального образования. Там не сказано, что это должно быть муниципальным нормативным правовым актом, только в уставе. Поэтому, и когда вот открываешь ваши уставы, честно говоря, невозможно понять, когда вступает в силу ваша. Вот слово официальное опубликование, да, вот, хотя, знаете, я могу похвалить, есть некоторые районы, которые указывают свои районные газеты. Тут понятно. Вот он официальный источник, опубликовано, скажем, 21 октября, вступает в силу акта с момента опубликования, все в порядке. То есть мы ставим дату, что это так, вступает в силу 21 октября. А вы опубликовали его на сайте. Он у вас не является средством массовой информации, он у вас не является официальным источником опубликования, встает вопрос, вступил ли в юридическую силу ваш акт. Вот как вы думаете? Конечно, нет. А чем отличается официальное опубликование от простого опубликования? Официальным источником. Да, официально в официальном источнике. А все остальное, если оно опубликовано в других средствах массовой информации, в любой газете, телевидение, радио, да, интернет, это является понятием обнародования и не относится к официальному опубликованию. Соответственно, когда вы публикуете свои акты на сайте, вот, мы, конечно же, закрываем глаза и ставим, что ваш акт действующий. Но если найдется один умный житель вашего населенного пункта, он пойдет в суд, и он это оспорит. Потому что, по сути, нет этого официального опубликования. Соответственно, вот порядок вступления в силу, если говорить о том, что вступил ли в эту силу этот акт, собственно говоря, вызывает довольно-таки большие вопросы. Ну, с идеальной точки зрения, с точки зрения юридической теории. Да? Вот, вы, значит, подготовили акты, написали сведения, собрали ваши газеты, дополнительные сведения, то есть вот там судебные акты или акты прокурорского реагирования, направляйте нам в регистр. Что мы делаем дальше? Мы проводим юридическую обработку на предмет возможности или невозможности включения этого муниципального акта в регистр. Определяем нормативность принятого акта, да? Определяем полноту и качество направленного акта. После этого отсеиваются акты, которые на данном этапе невозможно включить в регистр, и все, что подлежит включению в регистр, мы включаем. После этого, собственно говоря, уже когда в регистр акты включены, у нас происходит ежемесячная выгрузка информации на нашего регионального элемента регистра на федеральном уровне. Я долго думала, куда поставить вот понятие методической помощи, и решила вот в середине лекции что-то включить. Здесь вы видите адрес сайта органов государственной власти субъекта Российской Федерации. И вот на этом сайте у нас есть какая полезная для вас информация существует. Примерно организация работы в муниципальном образовании, да, по направлению муниципальных актов регистра, разъяснение порядка представления этих муниципальных актов, ГОСТ про то, каким требованиям должно отвечать оформление вообще любого документа, не только нормативного. Ну и понятие нормативности указано в пункте 9 постановления Пленума Верховного Суда, вот номер 48. Вот эти документы вы можете найти на сайте. Как его найти? Вот я вам изобразила, что вот вы заходите на сайт ЕГО Бурятия, находите
в разделе органы власти. Понять, можно через, допустим, КПК зайти, но я беру вот для вас поближе. Заходите, нажимаете вот на вот эту строку органы местного самоуправления. Вот у вас выходит следующая страница. Справа в меню раздела находится Республиканский регистр муниципальных нормативных правовых актов. Заходите туда и, собственно говоря, вот видите вот эту информацию, которая там вначале была называется, указана. То есть здесь находится федеральный регистр, вы можете через ЕГО Бурятии, ЕГО.ФРУ зайти вот на закон.ру, скажем так, да? Вы можете увидеть свои нормативные акты, можете увидеть разъяснения, статистику, аналитику, полезную информацию. Вот все это на странице раздела регистра муниципальных нормативных актов. Вот таким образом выглядит страница закон.ру. Вот элементы регистра федерального, да, федеральное законодательство, нормативные правовые акты субъектов, уставы муниципальных образований, нормативные акты органов исполнительной власти федеральных, да, международные документы, нормативные правовые акты муниципальных образований. Вот нас интересует вот эта строчка, да, нормативные правовые акты муниципальных образований. Для того, чтобы сюда зайти, вы берете, выбираете ваш регион, вот федеральный уровень, и вот здесь выходит карта Российской Федерации, можете отжать Республику Бурятия ваш, и сюда, вот где слово регион, внести наименование своего района, там будут все ваши поселения, и вы можете увидеть, какие акты в регистре находятся вот в федеральной базе данных, в федеральном банке данных нормативных актов. Вы можете провести расширенный поиск по ключевому слову, по дате принятия, по номеру принятия акта, по наименованию акта, по органам принятия акта, да? По действующей, недействующей, соответствующей, несоответствующей законодательству. Да? То есть разные в расширенном поиске. Для того, чтобы это не забивать, я как-то это коротенько так показала. Вот на этом слайде я сделала, так сказать, выписку из 470-го закона, в котором органы местного самоуправления нам должны до 20 числа направлять акты и до 5 числа. И два срока, ну, есть, конечно, у нас очень ответственные районы, а есть такие, которые не направляют. И по поводу дополнительных сведений. Если у вас на момент наступления срока акт не опубликован, там, не обнародован, то вы можете это сделать в течение 10 рабочих дней после официального опубликования. То есть направить следу. Но в сопроводительном письме, пожалуйста, напишите, что это является, что акты направлены, и эта дополнительная информация направлена крайне направленным актом. Потому что бывает такое, написали опись, направили, а мы получаем и в недоумении. Знаете, у нас очень большое поступление наших актов, да, то есть сказать, вот, например, в прошлом году было 10 тысяч, там, 10 тысяч, по-моему, да, то есть практически ежемесячно, а в этом году это гораздо больше, то есть 1200, 1400, под 1000 актов поступает. Помнить это все просто практически невозможно. И вдруг приходит опись и ваши газеты. Мы в недоумении смотрим, а где сам акт-то? Начинается свистопляс, когда мы начинаем писать уведомления, изученное муниципальное образование, нам говорит, так мы вдогонку своим актом отправили, акты раньше направили, поэтому просьба. И это ведь так не трудно, да, в лишнюю минуту написать, что вы это отправляете дополнительно. Хочется сказать вот про отбор муниципальной нормативности акта. Страдают этим все, как поселения, так и районы. Вот признаки нормативности, они указаны, да, вот в постановлении Пленума Верховного Суда.
Вот хотелось бы задать вопрос. Скажите, пожалуйста, скажем, решение Совета депутатов об исполнении бюджета за третий квартал 2016 года. Является ли это нормативным? Нет. Зачем шлете нам эти акты? Во-первых, свое время тратите, копируете там, его заверяете, да, кучу бумаги тратите, электронную версию там добываете, чтобы отправить, да? А мы их списываем, потому что невозможно его включить в регистр, он ненормативный. А вот скажите, об утверждении схемы землепользования, скажем, да, вот, или картографический план какого-то земельного участка, является ли это так нормативным? Тоже присылают. А присвоение почтовых адресов конкретно тоже не нормативно. И под нормативностью понимается, да, когда этот акт рассчитан на неоднократное применение, самое основное, да, и рассчитан на неопределенный круг лиц, например, там полномочий. Да? От третьих лиц. Что? От третьих лиц что-то распространяется. Да, на неопределенный круг лиц. То есть это вне зависимости, Иванов, Петров, Сидоров или ООО там какой-нибудь, какой-то или индивидуальный предприниматель, на всех без исключения там какой-то, ну, например, налоги. Они же не рассчитаны на какое-то конкретное учреждение или на какое-то конкретное физическое лицо. Все, кто подпадает под понятие налогоплательщика, собственники, обязаны платить, да, вне зависимости, кем они там являются. Ну, что там. И так, есть вот, такие вот методические рекомендации Минюста, что является ненормативным и не подлежащим включению в регистр. На сайте вот этого в разделе регистр муниципальных, республиканский регистр муниципальных нормативных актов, вот эти методические рекомендации опубликованы, а так они в консультанте есть. То есть там подробно, в общем-то, достаточно подробно указано, какие акты являются ненормативными, какие акты не подлежат внесению в регистр. Вот можете пользоваться этим, зайти на сайт, не обязательно переписывать здесь, да? Вот. Ну и каким образом у вас, я тут по нарушениям пошла, я чувствую, что у меня там время. Время еще 10 минут. Да, у меня другой момент немножко, что я должна сказать. Вот по части направления актов. Посмотрите, пожалуйста, сопроводительное письмо. Вот кому адресуется ваше сопроводительное письмо? Оно адресуется в Государственный правовой комитет администрации главы республики. У нас очень много муниципальных образований, чуть ли не половина, которые адресуют это письмо в комитет по ведению регистра муниципальных нормативных актов. А этот комитет ликвидирован в 2011 году. На дворе 2016 год, а вы по-прежнему его отправляете в несуществующий комитет. Это, конечно, мелочи. В принципе, понятно, куда вы их направляете. Но приятно, когда тебя называют не Иванов Иван Иванович, а, например, Абедуева Галина Федоровна. Да? Гораздо приятнее звучит, когда адресат правильно указан. Вот разработали мы в этом году новую опись реестра муниципальных нормативных актов. Почему мы это сделали? Это исходили из практики, да, из обобщения практики. Вот у нас просьба наименование органа местного самоуправления писать не Совет депутатов Иволгинского района, не администрация Кабанского района. У меня просьба писать вот здесь просто букву. Если касается этого постановления, букву «П» написать. Если это администрация касается букву «А» написать. Если касается Совета депутатов, написать «СД». Для чего это делается? Поскольку эту опись вы отправляете в том числе в электронном виде, для того, чтобы информацию вашу обрабатывать, нас так мало на самом деле, да, нас 5 человек, и мы, я вам честно скажу, просто загружены работой очень сильно. И если мы от вас увидим, что вы можете помочь, да, это же так несложно, вместо слова администрация Иволгинского района написать букву «А». Это, как, по-моему, даже гораздо быстрее.
Значит, администрация это А, Совет депутатов СД, глава это буква Г. Вот эту опись нам бы скидывали на флешку, когда мы приносим. Она на сайте висит. Вы можете вообще ее не печатать. Вы можете Никто ее... не сказал, то, что там уже новый офис. Мы отправили методические рекомендации за подписью Носкова в мае 2016 года в адрес районов, всех районов без исключения городских округов. И просили еще это письмо довести до сведения поселений ваших, входящих в состав района. Потому что у нас канцелярия не позволяет нам в адрес 288 муниципальных образований письмо написать. Ну вот мы написали письмо, отправили по СЭДу и продублировали на сайте. Поэтому эту опись увидите. И там подробно рассказано, образец там, как его заполнять. По поводу вида акта и просьба вот эти колонки не менять местами. Для чего я это делаю? Для того, что мы, когда ваши акты регистрируем, это очень удобно скопировать и вставить в наш журнал. И это гораздо меньше на обработку документов идет. Да? По виду акта это либо постановление, буква П, распоряжение РАП, решение РЕ и, собственно говоря, все, что нас интересует, да, нормативные правовые акты, это постановление либо решение, ну иногда распоряжение. Распоряжение, оно, конечно, по правилам техники, как правило, нормативные акты не принимаются, но у вас случается, бывает. Ну, дата принятия, все понятно, да, пишем день, цифрами, да, день, месяц, год, ну там, допустим, 21/10/2016. Номер акта, ну, номер понятно, наименование МНП. Вот здесь просьба полное наименование вашего акта приводить, как оно называется. В этой колонке вот по поводу источника официального публикования. Специально пишу источник официального публикования, чтобы вы открыли свой устав и посмотрели, что является источником официального публикования. У вас это написано. Посмотрели, написали, если это газета, вот, номер, дату издания, выпуска, да, номер статьи, страницы. Даже если вы нам газету не пришлете, но вот эту колонку заполните, мы вам поставим о том, что ваш акт опубликован, потому что в регистр включается информация об опубликовании. Вы информацию в описи представили. То есть, если вам дорого газету направлять, а вообще, конечно, в идеале лучше всего газета, потому что у нас архивный фонд бумагоносителя ведется. Вот ваш муниципальный акт, к нему прилагается, допустим, газетка. Сразу видно, да, что акт опубликован. А если газету не направили, но здесь запомнили, то только в электронной версии будет картина о том, что ваш акт опубликован. Сведения о вступлении в силу. Почему мы это пишем? Сведения о вступлении в силу, конкретная дата. Вот когда вы публикуете свою информацию об опубликовании на сайте, непонятно, что когда она опубликована, когда вступила в силу, нам непонятно. Поэтому просьба, что вы иногда можете написать опубликовано 21 октября, да? Продублируйте, что он вступил в силу 21 октября, чтобы мы не гадали, когда он вступил в силу, а конкретно от вас узнали. И вам хорошо, и нам хорошо. Вы сами будете знать, когда ваш акт вступил в силу. Вот эта колонка появилась дата и форма представления электронного вида нормативного акта и наименования файла. Потому что у меня подозрение, что несмотря на то, что мы 7 лет работаем, не все знают, что обязательно представляется электронный вид. В соответствии с 470 законом у нас муниципальный акт считается представленным, когда он представлен и на бумагоносителе, и в электронной версии. Если вы предоставили этот акт в одном из этих видов, либо на бумагоносителе, либо в электронном виде, да, он не считается представленным, потому что мы не можем его зарегистрировать. Мы зарегистрируем его как входящую корреспонденцию, как общую, но как регистрацию муниципального акта, вступившего в исключение в регистр, мы не можем включить. Поэтому почему я прошу наименование файла написать? Потому что иногда бывает так, один файл, и в этом файле сидят 25 актов. И решения Совета депутатов, и постановления, пояснительные записки какие-то, финансовое обоснование, чего там только нет. Это
А кажется, да, что подумаешь, это для обработки там немного отобрал все, что тебе нужно, и скопировал. Но эти секунды, они для нас, каждая секунда ценна для того, чтобы как можно больше актов в регистр внести, потому что очень много работы. И если вы в наименовании файла будете ставить, допустим, ПА, постановление администрации, от там 21.10.2016, номер 5, мы будем видеть, что это постановление администрации, нам будет легко ориентироваться. Потому что мы по журналу открыли, посмотрели, что от вас пришло, тоже посмотрели, сличили и нашли. А когда у вас это написано непонятно как, у кого-то это папка номер 1, например, да? И в этой папке номер 1 отдельно сидит файл, допустим, постановление, следующее там приложение номер 1, следующий файл приложение номер 2 там, и так далее, и пошло. Целую кучу всего, да? А эти файлы нужно потом объединить для того, чтобы включить их в регистр. У нас же это все в виде единого файла мы включаем. Приходится это все собирать. А так хочется, чтобы все было идеально. Поэтому мы придумали вот такую графу, столбец. Ну и про дополнительные сведения. В скобках мы расшифровали, что относится к понятию дополнительных сведений, чтобы вы нам могли прислать. Ну и примечание, если у вас что-то есть, чтобы пояснить, можете это пояснить. Ну вот контактная информация наша, да, по поводу того, руководство, председатель Государственного комитета, если вы адресуете письма, то это Халтакшинова Валерия Васильевна. У нас многие районы по-прежнему посылают сопроводителя на имя Ибрагимовой Людмилы Дмитриевны. Людмила Дмитриевна с 2014 года у нас не работает. Поэтому просьба адресовать нашему действующему руководителю Халтакшиновой Валерии Васильевны. А лучше всего не ошибетесь, если напишите на имя Алдара Джангаровича Торжиева, заместителя председателя комитета, курирующего работу регистра муниципальных актов. Если есть у вас вопросы ко мне, то вот мои контактные данные. Да, можете написать на адрес электронной почты, можете позвонить. Эта контактная информация также имеется на сайте в разделе «Республиканский регистр муниципальных нормативных актов». Можете там посмотреть. И вот ваши кураторы по району. Кто курирует ваш район. Сидинова Александра Олеговна, главный специалист, курирует Бичурский, Гжидинский, Тяхтинский, Мухашевирский, Муйский, Севентинский, Тарбагатайский районы, город Северобайкальск. Это по ведению регистров. Что касается экспертиз, правовой экспертизы, да, то там другие специалисты. Я буду говорить о ведении регистров. Ведущий специалист Холодняк Яна Геннадьевна курирует Балтийский, Вентийский район, Неравнинский, Заигральский, Галдинский, Кижентинский, Туринский. И старший аналитик Шалдан Ольга Дугашцеленовна курирует Баргузинский, Закаменский, Курунканский, Акинский, Прибайкальский, Тункинский район. И у нас есть секретарь-референт. Сейчас секретарь-референт, который в приеме нас встречает, это Васильева Юлия Игоревна. Телефон 21 14 85. Телефон приема. Наша приемная, это самое, говорю про приемную блока, который ведет регистр муниципальных актов. У нас есть еще одна приемная Валерия Васильевна Халтакшинова. Там номер телефона 21 69 18. И секретарь приемной ваша старая знакомая Шатанова Солома Николаевна. Ну вот, из того, что я вам хотела сказать, наверное, не все, правда, я смогла вам рассказать, что-то я, как всегда, это скомкала. Но я надеюсь, что я вам дала понятие, что такое федеральный регистр. Я вам рассказала, для чего он создан, в каких целях, да. И более-менее в общих фразах я вам дала понять, где вы можете найти информацию о том, как наладить работу, организовать работу по направлению актов в муниципальный регистр. Спасибо за внимание. Спасибо, Галина Федоровна. Мне кажется, на первый взгляд, скучная тема, она в живой форме. Вот я, да, Джангарович провел свою первую часть. Спасибо, очень интересно, на мой взгляд. Спасибо, И более того, я вот хочу сказать, Татьяна Владимировна, нам надо
на нашем платформе, на нашем сайте вот эти все ссылки поставить перехода на сайт госорганов, на сайт Федерального регистра, чтобы раз мы площадку одну формулируем, фокусируем на сайте ОСМО, вот эти все переходы там буквально поставить, было все видно. А не так, а где вот мне это найти, куда мне зайти, раз уж мы площадку свою организовали, там просьба нам помочь. Без проблем. Я с удовольствием передам. Чем быстрее Хорошо. дойдет информация до муниципалов, тем я счастливее становлюсь. Ну, спасибо. Спасибо за вам. внимание. До свидания. Давайте мы послушаем Наталью Николаевну Халтыгееву, прокурора отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Бурятии на тему вопроса осуществления надзора за исполнением законов о местном управлении. Тем более, как я уже говорил, мы сейчас о том, что мы вот эту правоприменительную практику также поставили в электронном виде информации в прокуратуру, и мы дальше будем с ней отрабатывать. Может быть, и Наталья Николаевна эти вопросы решила. Добрый день, уважаемые коллеги. Я хотела бы остановиться, наверное, на тех формах взаимодействия с органами местного самоуправления, которые реализует прокуратура, и взаимодействие с вами на местах. Я так полагаю, что здесь юристы и представители муниципальных районов, да? Поселение есть? Поселение. Поселение, нет, только районы. Ну, как известно, у нас в республике существует 21 муниципальный район, 16 городских, 251 сельское поселение. Деятельность вы осуществляете в соответствии со 131 федеральным законом о общих принципах организации местного самоуправления. Данным законом полномочия муниципалитетов отнесено около 40 вопросов, которые вам надлежит каждодневно исполнять. И более того, некоторые вопросы еще дополнительно в нагрузку на муниципалитетов возложены другими федеральными законами. Исполнение этих полномочий, мы понимаем, что зачастую осложнено и тяжелой финансовой ситуацией, недостаточностью бюджетных средств и динамично развивающимся федеральным и региональным законодательством. Данные обстоятельства и фундаментальность тех вопросов, которые решают органы местного самоуправления на местах, все-таки предопределяют большое значение работы юристов муниципальных районов. И в этой связи организационно-распорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуроры на местах нацелены на обеспечение конструктивного взаимодействия с муниципалитетами, органами местного самоуправления в целях как повышения качества муниципального нормотворчества, обеспечения законности при реализации полномочий, соблюдения прав и законных интересов не только прав при реализации вами полномочий прав граждан, но и также защиту ваших прав со стороны органов прокуратуры. Вот на основных проблемах, которые возникают при осуществлении взаимодействия с органами местного самоуправления и прокурорами, я хотела бы остановиться. Вот уже на ряде семинаров, на которых я выступала, я главам муниципальных образований озвучивала, что существует такое решение межведомственного совещания Генеральной прокуратуры России и Министерства регионального развития Российской Федерации 24 декабря 2010 года, в котором описаны те направления взаимодействия, которые являются приоритетными и которые реализуются. Во исполнение данного совещания сформирована система учебы. Прокуроры на местах ежеквартально, а то и чаще собирают глав и поселений в районах для того, чтобы провести лекции по правовому просвещению, по акцентированию внимания на тех муниципальных правовых актах, которые подлежат корректировке, по тем вопросам, которые требуют вашего первоочередного внимания. Вот я хочу вас нацелить. Из тех материалов, которые поступают в прокуратуру республики, районные прокуроры пишут, что в основном инициатива исходит от них. Они постоянно выставляют на обсуждение вопросы противодействия коррупции, направления материалов в регистр муниципальных правовых актов, муниципальное нормотворчество. И из года в год у нас проблема с приведением уставов муниципальных образований. Некая передышка была в прошлом году, когда изменений было не так много, 131 федеральный закон. Но почему-то мы не видим обратной связи со стороны юристов
муниципальных образований. Поэтому те вопросы, которые вызывают проблемы при практике правоприменения, я вас нацеливаю, ставьте перед прокурорами заблаговременно, чтобы они могли подготовиться, проанализировать свою работу, судебную практику, но чтобы вы выработали единую позицию. Единая позиция по практике правоприменения, она позволит вам избежать излишнего прокурорского внимания контролирующих органов последующей деятельности. И еще раз обращаю внимание, на сайте органов прокуратуры, на официальном сайте прокуратуры республики действует страница «Новое в законодательстве о местном самоуправлении». Она актуализируется, постоянно размещается информация об изменении федерального законодательства, которое требует скорректировать либо непосредственную работу, практику осуществления полномочий, либо внесение изменений в муниципальные правовые акты. Заглядывайте туда. Положительным результатом совместной работы стало повышение качества разработки проектов муниципальных правовых актов. Вот по сравнению с прошлым полугодием было 406 отрицательных заключений, направленных в органы местного самоуправления. В этом полугодии 339. Ну, 20%, и то я считаю, что это большой результат, при том, что количество муниципальных правовых актов, принятых органами местного самоуправления, не уменьшилось. Для снижения уровня дополнительной нагрузки с органов местного самоуправления все прокуроры обеспечены доступом к сети интернет. То есть представление проектов муниципальных правовых актов для правовой оценки антикоррупционной экспертизы возможно в рамках электронного взаимодействия, электронного документооборота. Но, вот, к сожалению, не все муниципалитеты еще обеспечены выходом в интернет. Но я думаю, что данная проблема решаема, и некоторые поселения, они говорят, что пользуются почтой, ну, либо сотрудников, либо районной почтой. Ну, просьба оказать содействие тем поселениям, в которых почты еще нет электронной. Но оставляет желать лучшего обеспеченность муниципалитетов собственными сайтами, официальными сайтами. Там, где проблематично создать новый сайт, финансовые затруднения, либо актуализировать эту информацию на постоянной основе, я знаю, что данная информация актуализируется на районных сайтах в виде страниц муниципальных образований. Тем не менее, 33% муниципальных образований не размещают свою информацию ни на сайте района, ни на собственном сайте. Но в ряде случаев надо сказать, что при существовании этих сайтов не всегда информация, которая на них размещается, соответствует требованиям федерального закона об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, а именно статье 8, статье 13 данного закона. Ну, вы все знакомы с требованием данной нормы. Там обширный перечень той информации, которая должна размещаться и актуализироваться. Я не просто так напоминаю про это, потому что из года в год, из полугодия в полугодие прокуроры осуществляют мониторинг данных сайтов. К сожалению, у нас частые случаи привлечения должностных лиц муниципалитетов к административной ответственности, внесение представлений. А в самой худшей ситуации прокуроры обращаются в суд с судебным принуждением привести эту информацию в соответствии с требованиями закона. По практике прошлых лет данные требования прокуроров исполнялись в ходе рассмотрения дел в судах. Поэтому все-таки надо наладить эту работу и раз в месяц хотя бы актуализировать информацию, которая там размещается. Про публичность деятельности муниципалитетов я еще скажу в ракурсе размещения информации о развитии малого и среднего предпринимательства, о противодействии коррупции, требования статьи 8 Федерального закона 273 от 25 декабря 2008 года. Обязательно в сети интернет должна размещаться информация, сведения о доходах, об имуществе, обязательствах имущественного характера, предусмотренными законом лицами. Также это проект бюджета, нормативно-правового акта принятия бюджета, а также ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета. Одной из задач,
как органов прокуратуры, так и на местах муниципалитетов является обеспечение чистоты правового регулирования. Ну, в этом уже постфактум помогают сотрудники регистра, которые дают оценку уже принятым правовым актам, и органы прокуратуры, которые разрабатывают проекты, направляя их на места, изучают ваши проекты, а также изучают принятые нормативные правовые акты. Вот я пытаюсь все время донести ту информацию, что эта работа общая, и она все-таки имеет огромное значение. Когда проекты не представляются в прокуратуру, и нормативные акты не публикуются, и принятые акты не направляются в прокуратуру, не направляются в регистр, не размещаются на официальном портале Министерства юстиции, мы, прокуроры, лишены возможности оценить этот нормативно-правовой акт. А когда незаконный нормативно-правовой акт уже получает применение, а затем граждане начинают оспаривать свои права, и мы говорим, что было незаконное правовое регулирование, но здесь стоит задуматься над тем, что данная ситуация могла бы быть предотвращена. Не нужно дождаться того, что прокурор придет, посмотрит на месте действующие правовые акты и принесет протест или внесет представление о ненадлежащей разработке проекта и поставит вопрос о привлечении к административной ответственности, к дисциплинарной ответственности, и ответственность это в первую очередь будут нести юристы. Еще одно направление взаимодействия органов прокуратуры и органов местного самоуправления обусловлено внесением в федеральный закон 131 изменения в части регулирования проверок в отношении органов местного самоуправления. Это согласование плана контролирующих органов по проверкам в отношении органов местного самоуправления. Данный план уже на протяжении 3-го года согласуются. Очень много проверок исключаются из планов, что касается отделов надзорной деятельности, Роспотребнадзора и других органов контроля. У нас порядка 70% проверок исключается из планов во избежание излишнего давления на муниципалитет. Но хочу отметить то, что внеплановые проверки органов местного самоуправления они проводятся в строго определенных случаях. Во-первых, они проводятся по согласованию с прокуратурой республики, не с прокурорами районов на местах. А были такие случаи, когда органы контроля выходили с инициативой на прокуроров районов. И по первости, когда еще были внесены эти изменения, у нас бывало, что прокуроры согласовывают такие проверки. Когда контролеры заходят на проверку в орган местного самоуправления, внимательно смотрите, кем принято решение о согласовании и проведении данной проверки. Неплановые проверки могут еще проводиться в соответствии с поручением президента, правительства, а также по поручению Генеральной прокуратуры, прокурора субъектов, районных прокуроров в связи с находящимися у них в производстве материалами. Определена периодичность проверок не чаще одного раза в 2 года. Тоже обращайте внимание. Вот при исполнении данного полномочия Генеральной прокуратуры нам предписано проводить сверку с органами контроля. И вот на протяжении уже 2 лет мы из года в год выявляем факты незаконных проверок в отношении органов местного самоуправления. Вот слава богу, что результаты этих проверок, они выражались только в внесении предписаний, а не наложении штрафных санкций. Бурприроднадзор, Роскомнадзор, инспекция по маломерным судам, ГИМС, допускались такие нарушения. Вот я обращаю ваше внимание, что если проводится незаконная проверка, ее результаты, в том числе и наложение административных санкций, могут быть оспорены. Если какие-то вопросы возникают, пожалуйста, звоните прокурорам на местах. Звоните мне, я оставлю свои контактные данные. И у вас в программе написано, в принципе, можете выходить. Если вопросы по контролерам возникают, пожалуйста, можете проконсультироваться по этому вопросу. Вот я как сказала, что мы выявляем эти нарушения, а органы местного самоуправления сидят и все терпят. Я так думаю, что немало проверок в течение года проводят контролеры в отношении вас. С согласованием плана стало проще. Мы все проверки стараемся, чтобы контролеры в одно время приходили все, чтобы в течение года они не вносили разнобой в деятельность органов местного самоуправления.
Говоря о такой форме взаимодействия, которая для вас, наверное, менее желательна и благоприятна, это прокурорский надзор. Ну, следует констатировать, что у нас в 2014 году был некий спад по числу нарушений, выявленных в деятельности органов местного самоуправления. Ну, не могу сказать, с чем это связано, но в настоящее время у нас опять наблюдается рост. 33% от общего числа нарушений, которые выявляются по республике, это нарушения в деятельности органов местного самоуправления при решении вопросов местного значения. Но остановлюсь, наверное, на тех нарушениях, которые выявлялись в деятельности муниципалитетов и которые, может быть, вы, услышав мое сообщение, постараетесь избежать. Во-первых, это защита населения и территории населенных пунктов от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Данную информацию я аккумулировала от всех прокуроров управления по надзору за соблюдением федерального законодательства. Они обобщали эту информацию по полугодию, и эта информация достаточно актуальна. Во-первых, по предотвращению ЧС и защите населения от чрезвычайных ситуаций. Это не обеспечение финансирования мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В бюджетах муниципальных образований на эти цели не было предусмотрено ни рубля. Это нарушение. Некоторые поселения предусматривали я обращу ваше внимание, и по 500 и 1000 рублей. В этом случае прокурор не ставил вопрос о том, что есть нарушение. И в любом случае, если, дай бог, такая ситуация произойдет, у вас есть средства резервного фонда, которые могут быть, так скажем, подтянуты для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Но в бюджете муниципального образования на эти цели обязательно должна быть предусмотрена определенная сумма. Вторым нарушением это является неисполнение мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду. Не было выполнено мероприятия, которые предусмотрены распоряжением правительства республики номер 253-Р от 24 апреля 2012 года. Изучить этот документ и, может быть, при подготовке к пожароопасному периоду какие-то мероприятия, и те, которые не требуют финансовых затрат, будут выполнены. Имели место факты непринятия мер по информированию населения о возникновении чрезвычайной ситуации, обеспечению запрета на пребывание граждан в лесах. Думаю, тоже несложно вывесить объявление, довести до граждан в газетах, которые издаются в районах, и изготовить таблички. По представлениям прокуроров устранены нарушения при разработке мобилизационных планов в муниципальных образованиях. В сфере жилищно-коммунального хозяйства грубые нарушения в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по организации электроснабжения населения в Ульском районе были выявлены в связи с ненадлежащим состоянием тепловых сетей, котельной и электросетей поселка Североморск. С учетом истечения срока действия договора аренды органам местного самоуправления не была определена теплоснабжающая организация. Тоже про ревизию тех договоров, которые есть у вас с организациями теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, можно провести. Прокурором района принимались меры судебного понуждения произвести ремонт тепловых сетей, оборудования котельных и определить теплоснабжающую и электросетевую организации. В Курмуханском и Мухоршибирском районе предоставляли земельные участки многодетным семьям без обеспечения их электроснабжением. В Баргузинском районе допущено образование задолженности перед электроснабжающей организацией, что повлекло собой отключение уличного освещения. В Закаменском районе вносилось представление по факту бездействия муниципалитета по понуждению застройщика устранить выявленные недостатки в работе внутридомовых тепловых сетей в многоквартирном доме, который был построен для переселения граждан из ветхого аварийного жилья. Распространенный характер носит нарушение бюджетного законодательства.
Ну, распространены случаи приемки и оплаты невыполненных работ. Данные факты получают принципиальную оценку органов прокуратуры с направлением материалов для проведения доследственных проверок в Следственный комитет. Данная ситуация выявлялась в одном из поселений Селенгинского района. Там были подписаны акты приемки работ по обустройству скважины питьевого водоснабжения в отсутствии фактического выполнения. В Кабанском районе была допущена оплата невыполненных работ при строительстве дома. По материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц администрации Мурского района, принявших без проведения пусконаладочных работ и опробирования оборудования работ по реконструкции котельной, что впоследствии повлекло к аварийной ситуации и отключению теплоснабжения. Имеют место случаи нарушения предоставления субсидий поддержки сельхозтоваропроизводителям, причем при несоблюдении тех положений, которые прописаны в муниципальных правовых актах. Например, вопреки условиям предоставления о наличии прироста субсидий на компенсацию части затрат по производству и закупу молока, переданного на переработку сельхозтоваропроизводителям, органам местного самоуправления в Кабанском районе предоставлялись субсидии вновь созданным субъектам предпринимательства, которые, естественно, не имели прироста объема произведенной и реализованной продукции. В ряде районов до настоящего времени не проводится ежегодная оценка эффективности муниципальных программ в области, распространено в области дорожной деятельности, профилактики правонарушений. Больная тема по утилизации, вывозу, сбору бытовых отходов. Из года в год у нас не решаются или решаются медленными темпами проблемы со свалками. В Баргузинском районе выявлено более 20 свалок бытовых отходов на территории 6 поселений. Но наиболее эффективные меры устранения данных нарушений для прокуратуры – это судебное принуждение. Но в любом случае, я думаю, что какие-то мероприятия могут быть организованы и до обращения прокурора в суд. Восточно-Байкальским межрайонным природоохранным прокурором выявлялся факт непринятия мер по рекультивации земельного участка, который ранее использовался для сбора отходов. Наряду с теми нарушениями, которые требуют финансирования со стороны органов местного самоуправления, есть еще и те, которые не требуют вложения бюджетных средств. Например, это нарушение прав и законных граждан, интересов граждан при предоставлении жилья, при принятии решений о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении условий, либо отказ в постановке на учет, либо снятие с учета. Вопрос наболевший – это по установлению тарифов на социальные услуги, оказываемые в форме социального обслуживания на дому. Административные регламенты не во всех муниципальных образованиях приняты или разрабатываются без учета требований федерального закона номер 419 ФЗ от 1 декабря 2014 года. В сфере муниципального контроля принимались меры в связи с наличием пробелов в правовом регулировании вопросов муниципального контроля. Своевременно не принимались нормативно-правовые акты в сфере осуществления контроля за использованием земель, жилищного контроля, контроля в сфере торговой деятельности и обеспечения сохранности дорог. Посмотрите, есть ли данные нормативно-правовые акты у вас в районе. Ну и в настоящее время у нас сохраняется тенденция к несоблюдению порядка проведения муниципального контроля, регулирована 294 федеральным законом. Отсутствуют мероприятия по контролю выданных предписаний. По субъектам предпринимательства, по защите их прав. Нарушение федерального закона от 25 февраля 1999 года
номер 39 ФЗ об инвестиционной деятельности Российской Федерации и Федерального закона о промышленной политике в Российской Федерации, органами местного самоуправления не разрабатываются правовые акты, регламентирующие вопросы предоставления субъектов инвестиционной деятельности льготных условий пользования землей, находящейся в муниципальной собственности, предоставление муниципальных гарантий, заключение специальных инвестиционных контрактов, проверки сметной стоимости инвестиционных проектов. В большинстве районов данные нарушения были выявлены. 16. То есть 5 районов не попали еще в поле зрения, и если они здесь присутствуют, то есть возможность исправить эту ситуацию. Выявлялись факты неприведения в соответствии с требованиями федерального закона номер 220 ФЗ 13 июля 2015 года об организации регулярных переводов пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Длинное название полностью не называем. Неприведение в соответствии с требованиями закона положений о порядке проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения. Прокурорами Бичурского, Прибайкальского, Русско-Озерским межрайонным прокурором оспорены отдельные положения порядков предоставления микрозаймов. Данные порядки предусматривали предоставление тех документов, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления, органов государственной власти, учреждений, организаций, которые должны были быть представлены или не представлены, а затребованы в порядках межведомственного взаимодействия. Не во всех районах определен порядок предоставления мест или земельных участков для размещения нестационарных торговых объектов на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности. Также не везде утвержден административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешения на право организации розничного рынка. В сфере организации безопасности дорожного движения выявляются факты несвоевременного составления и размещения в единой информационной системе отчетов об исполнении этапов муниципального контракта и отчета об исполненных муниципальных контрактах в сфере ремонта дорог, неосуществление контроля за подрядными организациями при приемке работ по строительству, ремонту, содержанию организации, претензионной работы. Вот данные факты выявлялись в Советском, Октябрьском, Мирамнинском, Северобайкальском и Селенгинском районах. Говоря о претензионной работе, следует, наверное, выразить надежду на активизацию нашей работы в данном направлении, потому что по любым муниципальным контрактам, которые не выполняются, либо выполняются ненадлежащим образом, где главы сохраняют принципиальную позицию, не подписывают акт приемки выполненных работ, нужно вести претензионную работу. Это не только направление писем, но и ставить вопросы в судебном взыскании неустоек, штрафов, пеней и всего прочего. Это возможность пополнить муниципальный бюджет. У меня все. Вопросы к Наталье Николаевне. Дайте, пожалуйста, свой контактный телефон. Вы сказали, что у нас есть программки, отсутствуют. Программки мои данные, телефонов нет. Телефон в ближайшее время поменяется, поэтому я вам не могу сказать. Но я вам могу дать телефон приемный 21 11 25, где вы сможете уточнить мой номер телефона. Ну и вот, Наталья Николаевна, у нас создан сайт osmo.rf. Мы тогда, с вашего позволения, сделаем ссылку на ваш сайт по разделу нормативно-правовых актов муниципалитета. Да, конечно. Мы такую, поскольку раз мы фокусируем в одном месте, тогда все ссылки мы сделаем на все органы, которые связаны с муниципальным договором. Ну, тогда и, наверное, может быть, стоит сделать ссылки на официальные сайты тех районов, где существуют страницы и прокуроров районов. Я знаю, что в Киахтинском, Кабанском, Чединском районе, вот, по крайней мере, в этих точно, есть странички, на которых прокуроры размещают информацию, ту же самую информацию для своих районов. Но я думаю, что законодательство у нас одно, и они те же нормативные. Где никакой информации не будет на одной странице, вы обязательно найдете ее на другой. Спасибо.
Ну что, будем отпускать? Все, спасибо. Так, следующий докладчик. Так, пожалуйста. Так, мы слово предоставляем, значит, Гармаева, да, Людмила Владимировна? Значит, это уже вот наш муниципалитет ОНД, городской округ правоохранительных практик. Сейчас послушаем, ну и потом вот, проведем круглый стол, будем говорить, на базе площадки ОНД, да, и подойдет у нас все с Министерства природных ресурсов, как я говорил, вчерашний разговор по судебной практике в плане твердых бытовых отходов. Разногласия законодательства, как в рамках круглого стола сейчас. Пожалуйста. Всем добрый день. Рада приветствовать вас на этом мероприятии. Ну, поскольку все, я так понимаю, юристы, но для кого не секрет, да, что правовую основу местного самоуправления у нас составляют нормативно-правовые акты, которые делятся у нас на группы в зависимости от уровня правового регулирования. Естественно, это нормы международного права, Конституция, федеральные конституционные законы, федеральные законы, акты президента, правительства, иных федеральных органов, Конституции, уставы, законы субъектов Российской Федерации, уставы и нормативно-правовые акты непосредственно муниципальных образований. Федеральный закон у нас об общих принципах организации местного самоуправления в перечне нормативных актов, которые составляют правовую основу деятельности местного самоуправления, на первое место поставил норму международного права. Ну, основной из которых является Европейская харта местного самоуправления 1985 года, ратифицированная Российской Федерацией в апреле 1998 года. В принципе, такое закрепление, оно предполагает, что Российская Федерация у нас действует как демократическое государство, признает, гарантирует права свободы человека и гражданина согласно признанным принципам и нормам международного права. Ну, правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, я считаю, что необходимо рассматривать в нескольких аспектах. Первое – это нормотворческая деятельность непосредственно самих органов местного самоуправления, включая нормотворческую инициативу, разработку, согласование и принятие нормативных актов. Второе – это правоприменительная деятельность органов местного самоуправления, это федеральные нормативные акты, акты официального толкования, а также акты рекомендательного характера, которые, в принципе, постоянно у нас входят в рассылку из федеральных органов в органы местного самоуправления. А также непосредственно третья форма – это непосредственная организация правового обеспечения органов местного самоуправления, в том числе включая представление интересов органов местного самоуправления в судах. Согласно статье 7 Федерального закона об общих принципах организации местного самоуправления, муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, ну и другим нормативным правовым актам, которые имеют высшую юридическую силу, не более высшую юридическую силу. Ну, соответственно, из данной нормы мы уже можем сделать вывод, что здесь уже выделяется два направления деятельности органов местного самоуправления по правовому обеспечению. То есть это экспертиза муниципальных актов при их подготовке, при подготовке проектов и, соответственно, ежедневный постоянный анализ действующих нормативных актов в целях приведения в соответствии с действующим законодательством. Ну, ни для кого не секрет, что законодательство у нас меняется ежедневно, иногда так часто, что просто не успеваем за ним следить. Я предлагаю вам рассмотреть вопросы нормотворчества и правоприменения в органах местного самоуправления непосредственно с точки зрения правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления. Естественно, на примере администрации города Улан-Удэ. Организация правового обеспечения у нас построена таким образом, что в структуре администрации существует специальное подразделение правовой комитет администрации города Улан-Удэ. Основными задачами такого комитета являются правовое обеспечение деятельности руководителя администрации, структурных подразделений, мониторинг соответствия федеральному и республиканскому законодательству, а также защита
прав и законных интересов администрации и должностных лиц в судебных, правоохранительных и иных государственных органах. Система взаимодействия между структурными подразделениями администрации города Улан-Удэ и структурными подразделениями и сотрудниками правового комитета строится как бы по следующей модели. Закрепление конкретного сотрудника либо группы сотрудников за определенным подразделением. В настоящее время в процессе работы у нас выработаны следующие формы взаимодействия между правовым комитетом и структурными подразделениями. Это консультации по правовым вопросам, в том числе ежедневные, да, по вопросам, которые по наиболее проблемным вопросам, участие в планерных заседаниях, комиссиях, предварительная экспертиза проектов муниципальных актов, то есть когда у нас структурное подразделение готовит проект нормативно-правового акта, непосредственно после подготовки он приходит проект для проверки специалисту правового комитета, который проверяет его на соответствие законодательству и ставит свою визу, либо дает рекомендации по внесению каких-то исправлений, замечаний. Далее такая форма, как подготовка непосредственно заключения на проекты муниципальных актов, подготовка заключений по вопросам применения действующих нормативных актов разного уровня и представление интересов структурного подразделения в судах. Существование отдельной правовой службы позволяет, на наш взгляд, решать следующие проблемы в деятельности органов местного самоуправления. Во-первых, вырабатывается единый подход при применении нормативных актов разного уровня, поскольку большинство вопросов местного значения решается не одним подразделением, поскольку вопросы у нас как бы имеют перекрестный характер, да, и, соответственно, обеспечивается единообразие применений и нормотворчества. Вторым положительным моментом является то, что имеется независимое мнение специалиста правового комитета, да, в случае, если структурным подразделением допускаются какие-то ошибки, поскольку нет слияния непосредственно с этим структурным подразделением, есть независимая объективная оценка со стороны. И в-третьих, это формирование единой правовой позиции при участии в судебных заседаниях, что также является немаловажным, поскольку влияет на складывающуюся судебную практику. Ну а те, кто участвует в судах, прекрасно понимают, что у нас то или иное уже устоявшееся решение суда для многих имеет, скажем так, уже определенное значение. Но между тем, как бы, в обеспечении правовой деятельности органов местного самоуправления имеются соответствующие проблемы. Они возникли не сейчас, они как бы у нас существуют давно, но до сих пор требуют определенного решения. Во-первых, это качество подготавливаемых нормативно-правовых актов. Например, в соответствии с пунктом 5.3 постановления администрации города Улан-Удэ о регламенте администрации города Улан-Удэ руководители структурных подразделений, являющиеся разработчиками проектов правовых актов, несут персональную ответственность за качество предоставляемых проектов, их согласование и сроки предоставления. Но стоит отметить, что определение понятия качества нормативно-правовых актов нигде законодательно не закреплено. Федеральный закон, который у нас действует от 17 июля 2009 года, номер 172, об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектах нормативно-правовых актов, а также постановление правительства 26 февраля 2010 года, определяет ряд требований к нормативным актам только с точки зрения наличия коррупциогенных фактов. При этом ряд требований, которые установлены указанным федеральным законом и постановлением правительства, сами по себе требуют дополнительных разъяснений и уточнений. Например, там содержится такое понятие, как юридико-лингвистическая неопределенность. По данной теме как бы и в научной литературе имеются определенные споры, поскольку то понятие, которое дается у нас в данном постановлении правительства, оно намного уже, чем само понятие в целом. При этом такие требования к актам, как планомерность, своевременность принятия и издания правовых актов, обязательность создания механизмов реализации правовых актов, соблюдение правил юридической техники, проведение лингвистической экспертизы проектов правовых актов законодательно не закреплено. И, соответственно, создаются определенные проблемы при разработке нормативно-правовых актов, поскольку многие специалисты у нас, естественно, специальными познаниями не обладают,
собственно сказать, бывает, что и иногда у юристов возникают определенные вопросы. Таким образом, при правовом обеспечении деятельности органов местного самоуправления мы считаем, что обязанность по проверке таких актов возложена не только на структурное подразделение, которое готовит проект, но и, соответственно, правовую службу. Ну, например, в городе Улан-Удэ за 2016 год принято 307 муниципальных нормативных актов. Ну, прошу прощения, в 2015, это в 2016 году уже 307 муниципальных актов, в 2015 году 381. То есть как бы, количество этих актов не снижается, поскольку у нас федеральное законодательство содержит очень много отсылочных норм. Вторая проблема, которая у нас существует, это межотраслевой и неоднородный характер вопросов местного значения. То есть здесь пересекаются земельные, налоговые, бюджетные, охрана общественного порядка, жилищные и другие сферы. Вообще перечень вопросов местного значения, он сам по себе имеет неоднородный характер, который вбирает в себя большое количество норм из других отраслей права. Ну, например, такое полномочие статьи 16 Федерального закона 131 как благоустройство. Что такое благоустройство? Понятие собирательное, оно включает в себя не только нормы экологического, природоохранного права, но и нормы гражданского, земельного законодательства. То есть отдельная сфера благоустройства, отдельно как отрасль права у нас не выделена. Ну, данный факт также влияет на правоприменительную нормотворческую деятельность, поскольку очень часто действующие нормы о полномочиях компетенции органов местного самоуправления носят отсылочный или неопределенный характер. Ну, недавние изменения в федеральный закон 131, статью 16, касающиеся участия в организации деятельности по сбору, транспортированию, обработке и утилизации твердых коммунальных отходов, однозначно не определяют форму участия органов местного самоуправления в такой деятельности. Следовательно, вопрос о правотворческой деятельности, о применении данной, в том числе о применении данной нормы судами, он остается открытым. Судебная практика, она только складывается по данному вопросу. Соответственно, единой позиции, единого мнения пока нет. Ну, в качестве примера можно привести федеральный закон о безопасности. То есть нормы данного закона, в нормах данного закона четко не определены полномочия органов местного самоуправления. Также механизм взаимодействия государственных и муниципальных органов также не ясен. Соответственно, отсюда возникает вопрос, требуется ли принятие каких-то нормативных актов, может ли орган местного самоуправления принять такие акты, не выйдет ли он за пределы своих полномочий и компетенций. Ну, третья немаловажная проблема – это наличие в федеральном законодательстве пробелов, коллизий, правовой неопределенности. Ну, несовершенство законодательства естественным образом влияют на и влекут, конечно, за собой разночтения, разные подходы, что отражается на правотворчестве и правоприменительной практике. Например, федеральный закон 77 о предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации выделяет лиц, больных заразными формами туберкулеза в отдельную категорию граждан и закрепляет за ними право на предоставление жилого помещения. При этом нормы жилищного кодекса Российской Федерации относят таких же граждан к лицам, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний. То есть это иная категория граждан, которая выделена жилищным кодексом. В соответствии с положением части 3 статьи 49 Жилищного кодекса жилые помещения жилищного фонда Российской Федерации или субъектам предоставляются иным определенным федеральным законом категориям граждан, признанных нуждающихся в жилых помещениях. При этом специального закона, который бы регулировал порядок обеспечения таких граждан жилыми помещениями и четко определял, из какого фонда должно предоставляться жилое помещение, не принято. Но я не знаю, конечно, как в ваших муниципальных образованиях. У нас по данной теме проблема стоит достаточно остро. По данной категории лица, страдающих тяжелой формой хронических заболеваний, у нас стоит больше 100 граждан, и они подлежат обеспечению, то есть во внеочередном порядке. Естественно, очень большая нагрузка даже для такого муниципального образования, как город Улан-Удэ, поскольку жилищный фонд не создается, денежных средств на это не хватает. Кроме того, такая формулировка в законе
юридически означает, что все-таки это полномочия Российской Федерации и субъекта. Ну, практика, знаете, такая интересная. В районных судах требования таких граждан удовлетворяются и обязывают администрацию города обеспечить жилым помещением. При этом арбитражные суды, практика у нас уже сложилась и вплоть до Верховного суда, до судебной коллегии по экономическим спорам, убытки муниципалитета взыскиваются с субъекта Российской Федерации. То есть, интересно, да, районный суд и арбитражный суд пользуются одними и те же нормами, но приходят к разным выводам о том, все-таки, чьи это полномочия органа местного самоуправления или субъекта. Если бы у нас в законе не было столько отсылочных норм, четко было бы определенный порядок, соответственно, такие вопросы бы не возникали. Ну а это не только влияет на права и интересы муниципального образования, а в первую очередь затрагивает интересы граждан, которые вынуждены приходить доказывать свое право в судах. Ну, в качестве примера мы хотели бы привести положение статьи 1.3.1 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которых полномочия в определении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, могут быть переданы органам местного самоуправления. При этом часть 2 данной статьи предусматривает, что в случае наделения органа местного самоуправления указанными полномочиями, его должностные лица вправе составлять протоколы об административных правонарушениях. При этом у нас есть наш федеральный закон 31, часть 6 статьи 19, который в качестве императивного правила закрепляет обязательную передачу финансового сопровождения при передаче отдельных государственных полномочий. Ну вот также у нас такая формулировка неопределенная содержится в части 2 данной статьи Кодекса об административных правонарушениях. И во многих субъектах, в том числе и в Республике Бурятия, позволяет передавать полномочия в определении перечня должностных лиц органов местного самоуправления составлять протоколы об административных правонарушениях без надлежащего финансирования. То есть финансирование на составление протоколов, ну, это затраты немалые, поскольку процедура вообще привлечения лица к административной ответственности является достаточно затратной, поскольку необходимо уведомить гражданина, причем должно быть заказное письмо с уведомлением, направить протокол, изготовить протокол, соответственно, потратить время, установить какие-то обстоятельства, истребовать документы. Все это требует, естественно, материальных затрат. Ну, вот наличие подобных пробелов, да, в законодательстве приводит к тому, что муниципальное образование вынуждено обращаться в судебные органы, где второй стороной спора выступают органы власти и иных уровней публичной власти Российской Федерации, естественно, и Республики Бурятия. Но мы считаем, что это не есть правильно, поскольку у нас хоть в силу части 4 статьи 34 Федерального закона 131 и указано, что органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. При этом рассматривать деятельность органов местного самоуправления отдельно, то есть не в системе организации публичной власти в целом, было бы неправильно. Но у нас уже по этому поводу высказывался и Конституционный суд Российской Федерации, и большинство ученых тоже придерживаются данной позиции. Недавнее постановление апрельское 2016 года, где Конституционный суд еще раз указал, что хоть местное самоуправление у нас представляет самостоятельную форму организации, да, публичной власти, при этом она является неотъемлемой частью единого механизма управления делами государства в целом. Ну и поэтому в целях того, чтобы избежать подобных ситуаций, то есть разбирательства между органами местного самоуправления и субъектами Российской Федерации, соответственно, основная роль в этом должна быть, в решении данного вопроса конфликта должна быть все-таки возложена на законодателя, который должен привести соответствующие нормативные правовые акты в соответствие. Ну и мы считаем, что все-таки органы местного самоуправления, особенно правовые службы, не должны оставаться в стороне и должны пользоваться таким правом, как нормотворческая инициатива, как один из инструментов правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления. То есть администрация города Улан-Удэ этим пользуется. У нас нормотворческая инициатива идет через решение, через городской совет депутатов, соответствующие предложения, разработка проектов нормативных правовых актов.
участие в дискуссиях, направление предложений в уполномоченные федеральные органы, в правительство, в Госдуму, мы такие вопросы инициируем. При наличии разногласий между нормативно-правовыми актами, либо в случае неполноты нормативных актов, правовые службы могут оказывать соответствующую разъяснительную помощь, консультации. Такая работа может проводиться путем обсуждения проблемы, подготовки заключения, обращения в судебные или иные уполномоченные органы в целях разъяснения положения закона. Но все-таки мы считаем, что вся работа не должна перекладываться только на юристов, соответственно, должна осуществляться самими структурными подразделениями органов местного самоуправления. Ну, что такую проблему хотела бы видеть в кадровой проблеме. Естественно, это текучесть кадров, невысокая квалификация специалистов, либо отсутствие достаточного опыта. Но, учитывая, что любая деятельность органов местного самоуправления связана с реализацией или проведением исполнения нормативных актов, соответственно, муниципальные служащие обязаны иметь минимально необходимый багаж правовых знаний, естественно, постоянно выполнять такие знания, участвовать в различных конференциях, изучать проблемы, то есть искать пути их решения. Вот, бывает так, что очень часто решение многих вопросов перекладывается на специалистов правовых служб, ну, что там также является не совсем правильным. И, соответственно, ну, и в свою очередь не отвечает деятельности органов местного самоуправления и принципам муниципальной службы. Ну, вот, например, также с другой стороны, да, в городе Улан-Удэ у нас в администрации правовом комитете есть такая проблема, как загруженность непосредственно самих специалистов правовых служб. Мы ведем статистику судебных дел, ну, и она показывает, что количество судебных дел постоянно увеличивается. У некоторых специалистов у нас в настоящее время приходится порядка 80-100 дел в производстве одновременно. Ну, бывает, конечно, специалистов меньше нагрузка, но, соответственно, в принципе, все, что я хотела озвучить, поделиться опытом. Телефон для дальнейшего вопроса возникнет? Да, Контактный телефон ваш, ваших коллег. Сотовый или правовой комитет? Ну, служебный. Вам удобно. 21 0013. Правовой комитет администрации. Потому что во многих вопросах города Улан-Удэ у нас как бы лидеры, наверное, это закономерно. Поэтому консультировать у них было бы, конечно, неплохо. Проблема возникает. У них очень много там, ну, отраслевики уже, как сказали, то есть каждый закреплен за каким-то, иногда невозможно даже выяснить, у кого это спросить. В смысле, у юристов? Да, вот. Ну, как-то вам не я звонила, а вот как вам звонили по какому-то вопросу нашему, и не могли так выяснить, кто все-таки этим занимался и с кем вы переговорить. Но вы обратили внимание, что первично правовой акт готовит Структурная отраслевые, так сказать, службы, Понимаете? не связанные с юридической базой, как прежде всего. А уже потом, да, идет. Ну, у нас многие специалисты говорят, ну это же вопрос юридический, это же с законом связано, поэтому это должны делать юристы. Но у нас все, что не в рамках закона, то незаконно, правильно? А муниципальные органы не могут заниматься незаконной деятельностью. Поэтому все вопросы, нет ни юридических вопросов. Поэтому, естественно, когда просто специалистам нужно в этой части помочь, дать какое-то определенное направление, хотя бы указать нормативный акт, то есть в каком направлении им двигаться, идти и смотреть. Ну, правовые базы сейчас ни для кого не секрет, они всем доступны, практически у всех установлены, ну, просто необходимо уметь пользоваться. Ну, а вот по поводу того, что невозможно узнать, ну, еще раз повторюсь, да, многие вопросы, решение вопросов, они носят межотраслевой характер. То есть этими вопросами занимаются несколько структур, ну, конечно, каждый по своей специфике, каждый в своем направлении. И, соответственно, юристы также у нас есть. Допустим, я курирую администрацию Октябрьского района. Основные направления моей деятельности – это, соответственно, опека, попечительство и жилищные вопросы. Ну, естественно, вопросы благоустройства, но в меньшей степени, поскольку у нас есть
комитет городского хозяйства администрации города Лондона. И там есть целый отдел юридический. Но бывает так, что, естественно, мы по своим вопросам тоже пересекаемся, но мы решаем этот вопрос совместно и вырабатываем единую позицию, чтобы у нас не было разночтений. Как говорится, кто в лес, кто в лес. А при кадровых службах кадровики сами справляются, либо тоже юристы? Или у них У юристы нас есть что? есть, получается, правовой комитет, кадровые службы, они все находятся в составе аппарата администрации, то есть как бы управленческого органа. У нас также есть сотрудник, скрепленный за аппаратом администрации города. Текущая кадровая большая, если вы говорите, нагрузка большая, 80-100 дел, если только с судебных. Вот у нас в комитете по управлению имуществом, вот там очень большая загруженность специалистов. Ну, наверное, самая такая обширная сфера. Ну, естественно, для кого не секрет, но это некоторых не устраивает размер заработной платы. Нагрузка очень большая. Ну, бывает, да, вот, конечно. А в основном специалисты где обучались? То есть выпускники каких вузов? Ну, ПГУ, Томск, Екатеринбург, насколько я знаю. Еще вопрос, пожалуйста, коллеги. И непосредственно в Уральской государственной юридической академии. В курсе, вчера у вас был процесс по горячему питанию. В курсе. Как разрешился? Отложили на 28 октября. Что такая проблема? Эта проблема, понимаете, это проблема не только, она же общая проблема. И опять же, я вот хотела про этот процесс сказать, опять мы приходим к противоречивости, к неполноте нормативно-правового акта. Вот эти вот формулировки, да, организация, участие, обеспечение, они настолько обо всем и ни о чем. Поэтому, конечно, когда непосредственно это касается, вот, что нужно сейчас сделать, и возникает вопрос. Ну, там вообще встал вопрос почему-то о нецелевом расходовании средств также, потому что каждый понимает, каждый вкладывает в эти понятия свой смысл. Но это, конечно, хорошо, когда у нас мы ходим судиться с республикой, но у нас же есть очень много общих вопросов, да, поэтому... Регион соблюдает, что увеличили нагрузку финансовую. Что? Регион соблюдает, что финансовую нагрузку увеличили в питании. А, соответственно, у нас вопрос тоже возник. Ну, а мы, естественно, выступаем в интересах, в первую очередь, детей. У нас же очень много детей, которые из неблагополучных семей, которые требуют поддержки со стороны государства. Ну, а если посмотреть на количество источников доходов в бюджет, в муниципальный бюджет, они же очень маленькие. То есть за счет вот этих средств невозможно вести вообще нормальным образом эту социальную политику. Ну, поэтому приходится... Вот по внеочередному обеспечению жилыми помещениями граждан. У вас уже была такая практика, что именно внеочередники требовали через суд, да, предоставить им жилое помещение и обязали именно муниципалитет, то есть городской округ? У нас такой практики очень много. С 2014 года она не меняется. То есть, естественно, суды встают на сторону граждан. Мы уже прошли, и все инстанции прошли. Но при этом как бы суды нам указывают на то, что мы не лишены возможности возместить эти убытки в ином порядке. Чем мы пользуемся? Мы ходим, судимся с республикой. То есть до этого как бы была такая практика, что год назад взыскивали с Российской Федерацией, затем в Верховном суде эта практика поменялась, и все-таки суд признал, что это полномочия субъекта. Но на уровне районных судов, когда иски от граждан к нам, ничего не меняется. Ну, нельзя же заставить сначала не с нами судиться, потом поменялся ответчик. Считает, что муниципалитет, поскольку он ближе к народу, соответственно, ему проще исполнить такое решение. Хотя на самом деле ничуть не проще. Мы также вынуждены либо торги объявлять, закупать такое жилое помещение, либо искать жилое помещение, где наниматели не проживают, которые отказались от таких помещений. Сначала с ними судимся, признаем утратившими, либо там выселяем, или не знаем. Если честно, аналогичное дело, поэтому я бы хотела вас вы хочете как-то номер дела? Ну, если, конечно, суд примет вашу сторону, позицию, это будет хорошо, но в апелляции, конечно, будет мало. У нас прокурор требует, там вообще-то по иску прокурора в интересах граждан другого
прокурор требует Ну, это имущества обязательно. Этой практики в консультанте, в гарантии ее очень много. Ее и по России много, не только по России. По всей России. Говорю потом, можете разыскать. Если кто-то. Скажите, пожалуйста, вот не совсем понятно. Хорошо. Значит, суд выносит решение, вы обязаны это решение исполнить, соответственно, в этих рамках. Да? А вот как быть с тем, что этот гражданин, который в суд обратился, он может по очереди там 121, а есть какой-то первый, который в суд не обращается. Вот тут вот как? Нет, тут же, видите, по закону Республики Но Бурятия, никаких, их не один же по закону Республики Бурятия 1732 римский отряд о порядке учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, такая категория выделена. Статью точно не помню, там четко указано, что у нас идет общий список, но вот эти категории граждан, они еще выделяются в отдельный список, как внеочередные. То есть понятие, Верховный суд уже давал разъяснение, что понятие внеочередные вообще не предполагает какой-либо очереди. То есть гражданин с момента постановки на учет должен фактически сразу обеспечиваться. Да? Ну, поскольку особые категории, там в перечне, который утвержден постановлением правительства, выделены действительно тяжелые заболевания. Это открытые формы туберкулеза, эпилепсии, психические заболевания, то есть действительно те лица, с которыми невозможно выживать. Но здесь еще большую роль играет правильная постановка на учет таких граждан. То есть суд-то удовлетворяет требования только в том случае, если такой гражданин поставлен на учет нуждающихся по категории, ну, будем называть хроники, да, и второе по категории малоимущие. У нас же был обзор в 2015 году за практику 2014-2015 года, обзор Верховного суда, где Верховный суд сказал, что из муниципального жилищного фонда подлежат обеспечению только те граждане, которые признаны малоимущими. Вот. И здесь, конечно, большую роль играет постановка на учет, как в вашей службе, как отделы жилья, как они правильно называются. Необходимо учитывать, что необходимо соблюдение 3 условий при постановке таких граждан. Это, естественно, наличие заболевания, отсутствие иного жилого помещения, и третье, что жилое помещение не занято несколькими семьями. Ну, вот особенно по третьему условию у нас есть очень много, немного, но есть практика, когда суды признают наши отказы законными, наши отказы в законной постановке на учет. Когда, допустим, у нас имеется ребенок несовершеннолетний, который болеет таким заболеванием, ну вот обращаются родители с просьбой, поставьте его на учет. Мы говорим, а вы как живете? Я там папа, мама, да? Так у вас нет третьего условия, занято несколькими семьями. Мы на этом основании отказываем. Суды нашу позицию принимают. У нас вот такие решения по Кубанскому району, мы эти примеры даже по Москве до Конгресса направили, потому что судебную практику выделить этой гражданке, а денег нет. И тянется это годами. Это как не исполнено. Ну, мы такие решения, в принципе, исполняем, и, с одной стороны, иногда даже остается, может быть, смысл как в выгоде, потому что, когда мы предоставляем жилые помещения, они не совсем, соответственно. Да, потому что жилищного фонда хорошего нет, поэтому люди иногда соглашаются на благоустроенные, да, если даже больше площади. При этом мы взыскиваем, практика складывается так, что мы взыскиваем по среднестатистической бурят статуту. То есть, а там сумма за 1 квадратный метр сейчас, по-моему, порядка 40 тысяч. Как бы мы это Бурятии объясняем, говорим, что вы должны принять такой закон, который предусматривает, что вы должны из своего жилищного фонда обеспечивать таких граждан, сами его формировать, да. Поэтому они говорят, мы больше несем убытки, чем, допустим, предоставлять там парад, да, мы там платим 45 тысяч за квадратный метр за это жилье. Но вот сейчас, в настоящее время, мы подготовили проект закона Республики Бурятия, который предусматривает порядок обеспечения таких граждан жилыми помещениями. Ну, была переписка с Министерством социальной защиты, которые, в принципе, написали, что они возражений, что это не их полномочия, как бы нет, были вопросы больше организационного характера. Ну, в настоящее время мы готовим такой законотворческую инициативу. Пользуемся этим. В примерную программу законопроектной работы на Хауарала на 17 год вы не включили? Ну, в принципе, это же исключает нашего права обратиться. Это проект еще находится в разработке администрации города Лондона. Мы же его включили в программу 20 какого
На прошлой неделе заседание было у Павлова. В Ну, связи с тем, что она увлечет дополнительные расходы республиканского. Но это единственное вот основание, почему не хотят, потому что не хватает денежных средств. Понятно, что но это не единственное же основание, по которому не должен приниматься нормативное правование. В принципе, нам никто не запрещает вне плана. Примерная программа законопроектной работы, когда из Минфина придет согласование, наверное, он придет скоро. Ну, там, работаем. С Минфина, по-моему, тоже у нас ответы. Уже пришел? По-моему, были ответы. Но я не потому, что этим занимается управление по работе с населением. Мы только вначале участвовали, но как дальше будет, честно, даже пока сейчас не могу сказать. Знаю, что такой проект есть. Ну, мы его смотрели, он был самый отработанный по закону при разработке программы. Хороший, конечно, проект. Но денег есть. Ну, Понятно. поэтому просто ничего не Так, ну мы, наверное, плавно переходим, да, к круглому столу, если у нас еще докладчик один будет. Ну, это практически переход он произошел, обмен мнениями. Пожалуйста. Какой же вид площадки редко мы с вами создаем, хотя бы вот один раз в год, и просто на будущее будет хорошо готовить. Ну, сейчас вот как есть. А город ЛНД, он большой практика. Как? перерыв уже. Люди сидят с утра, перерыв сделали. Понятно, перерыв мы еще действительно не делаем. Ну, надо отпускать Людмилу Владимировну. Да, я прошу вас не отпустить меня, а 12 часов съебалась. Ну, тем более. Спасибо. Хорошо, спасибо. Вам спасибо. До свидания. Перерыв.